настолько настолько антично вот это викингское, что мне в голове не укладывалось. Я говорю, я не понимаю, как можно было прожить всю жизнь и не знать, например, не войти вот в эту ногу со временем. Вот, то есть, как бы я понимаю, что они когда родились там, чтобы позвонить, надо было ехать в какой-то там город ближайший, там один какой-то таксофон был. Я же тоже родился, телефона еще не было, и там в школу ходил без телефона, без всех, без мобильников. Это Советский Союз, застольные времена, вот это, знаешь, потом резкий вот этот поворот. Да, но они с этого так и не вышли, они на шаг. Вот ты человеку 50 лет объясняешь, как пользоваться пультом, а он говорит, смотри, объясни мне две комбинации, как включить и как выключить. Он даже в себя не верит, что он сможет с помощью мысли и с помощью читаешь, что там написано, там плюс, минус, там программа вверх-вниз. Он даже не верит в себя, что он запомнит там 8 комбинаций или 12. Или просто прочитал, что там написано, там включить, и он даже это уже не верит. И такого человека, если оставить где-то там, в каком-то там министерстве, соболезную этому министерству, которое правит вот такой человек. Почему-то принято считать, что все люди там у власти, на серьезных каких-то должностях должны быть, в возрасте, желательно сединкам. Я не понимаю, почему так. Если иногда молодые люди там могут проявлять такие инициативы, такие достижения осуществлять, что в голове не укладывается. Но все равно их стараются попридержать почему-то. Вот боксер, когда в расцвете сил приходит какой-то Тайсон там, да, и начинает там одного, другого, и все начинают, так как он такой молодой, как это возможно? Отцепитесь от его возраста. Вот побеждает чувак, все, радуйтесь, что у него есть сила воли, у него стойкость, гены все. Радуйтесь за него, а не там обсуждайте каждый раз, что вот как-то несправедливо, что он такой молодой, а уже завоевал столько побед. Да какая разница вам? Да, если потенциал есть, конечно, надо вот так и делать. Да, но общее мировоззрение людей как бы заточено на то, что везде, как, например, водители фуры. Вот ни одного водителя фуры нету там 18 лет. Вот я когда сдал на права, мне 3 года там запрещалось, например, ездить на фурах. Вопрос, почему, если я без одной ошибки развязываю 1800 вопросов, то есть там есть 3 варианта ответа, 1800 этих вопросов, без ни одной ошибки я их развязал. Я не дал ни одному полицейскому, ни одному никому взятку никакую, потому что я уверен на 100%. Я занял там 1-е место по всей Украине по работе на тракторе, по землю орать. Да, я занял 1-е место. И ты мне хочешь сказать, что я не могу водить фуру? А нет, по закону нет, нельзя. Всех потому, вот как эти пчелы. Укусила одна, вот я взял с майки всех, стряхнул воду и говорит, все, один за всех и всех за одного. То есть один какой-то молодой попал в аварию, и все, теперь нельзя никому как бы водить фуры. Вот, и так и получается, что молодые люди идут куда-то там, не знаю, официантами работать в каких-то барах, еще где-то там, а дальнобойщики там или там какие-то водители вот этих там серьезных каких-то инструментов, все желательно с седыми волосами. И так далее, и так далее, и так далее. И то же самое и у власти. Как будет избираться власть, выписывал тот, кто уже был у власти. А это, как правило, человек, который уже некоторое время там был.
И он такой думает, как сделать так, чтобы быстро меня не поменяли. А давай-ка запишу-ка, что президентом этого государства может быть человек не моложе 35 лет. Вот и все. Ух. Так, что у нас тут? Не это самое. Где все понтифики? Застой. Хочется движухи. Да, как бы тема такая, что изначально вопрос был таковым. Кто дал право демонтировать шайтана? Ну, камень имеется в виду, который там возле Каабы стоит, шайтан, который побивают камнями. Кто дал право его демонтировать и вместо него еще развести там шайтанов, да, помножить, размножить их. И установить там 3 вместо одного огромных двухэтажных 3 шайтанов. Вот непонятно, кто имеет полномочия на вот такую самодеятельность. Ну, по логике должен был вмешаться Всевышний, и как при стройке Вавилона, типа, поменять, там, помешать им языки, создать кучу языков, чтобы они не понимали друг друга, и смогли вот это все осуществить. В то время находился в командировке, и как бы вот так оно произошло. А мы что, мы тут сбоку не можем вмешиваться в дела, ну, какого-то там определенного государства. Это же его, как бы сказать, суверенное, как бы, право. То, что оно потом к нам лезет со своим шариатом, то, как говорят россияне, это другое. А вот мы, как бы сказать, к ним мешаться не можем. Так не мешать. Бизнес, Что мы бизнес, сделаем? бизнес. А что? Ну, Вот, приветствую. Ребята, Библия, Коран одно и то же. Там просто написано по-другому. Ну вот, Плагиат. ну вот скажу одна вещь. Это очень сложно понять. Это надо думать и понять. Не то, что написано, а надо... Да, конечно, чувак в 7 веке, который это писал, он очень много не понимал, понимаешь? И он там ставил такие бредовости, что ты это никогда и не поймешь. Потому что солнце заходит в мощный источник, понимаешь, мог поверить только чувак в 7 веке. А вот сейчас ты, когда уже, ну, чуть-чуть космос, перископ посмотрел, телескоп, понимаешь, и уже понял, что мутного источника не бывает. И что, как это оспорить? Что, удалить это из Корана или что? Это надо думать, понять. Не так, что вот так сказали так, что написано так. Нет, это надо эти слова. Та же самая Библия. Были два брата, извиняюсь. Извиняюсь, 2 слова. Были 2 брата. Короче, один открутил головку другому. И с того момента появилось вот это, короче, заканчивание жизни. До этого момента люди жили вечно. Вопрос, как они потом дальше размножались? Короче, еще у них там вот это вот все было, ну, в цивилизованном государстве называется инцест. Осуждают такие действия. Так то есть дети Адама и Евы, короче, между собой, их дети между собой, а потом их дети между собой. И когда они уже перестали быть родственниками, а? Когда уже кровь уже как бы не мешалась, с какого момента? Но чувак, который это писал, что сначала было вот это там создать, он ни в голову ему такое не приходило, что современные люди через 2000 лет 3 зададут себе какой-то вопрос. А его-то уже никто не спросит, того, кто писал. Поэтому он писал, что хотел, и вы тут такие смотрите, вот ну реально, вот непонятно. Значит, это надо там
слиться с каким-то духом божественным, чтобы понять вот эту книгу. Да ни хрена не надо сливаться, просто вот не обращай внимания. Вот живут себе индусы, вот молятся на корову. И вообще о твоей Библии, твоем Коране не подозревают. И такие же самые у них проблемы. Тоже они живут, рожают детей, влюбляются, там, не знаю, сеют пшеницу, и все у них нормально. Или те же китайцы, вот слепили себе какого-то там камушка, и нормально у них все. Ну, корова там в некоторых местах покруче даже. Да, я согласен на 100%. Там они, короче, взяли палки и трансформатор начали лупашить, потому что корову, ну, чуть-чуть током, это самое. Да, долбануло, да. Корова, короче, отошла у мире ноги, они, короче, Это месть за божество месть. Да, показать Кузькину мать, короче. Вот, и ничего, живут себе люди, и не приходят вот ко мне со своими коровами, и не говорят, ты кафир, вот тебе, короче, корова, живут себе там у себя, короче, и чё. А если приходят ко мне, в мою страну, там, не знаю, в Европу, в Украину, ну, стараются вести себя как-то, ну, так, как и мы. Вот я знаю индусов, которые прекрасно разговаривают на словацком языке. Ну, насколько это возможно назвать словом прекрасно, но они разговаривают. Они реально после своей вот этой хинди, они перешли на словацкий, плюс еще они знают английский, но так как они, опять же, знают, но знают. И все, люди приспосабливаются, люди открыли какой-то там бар, ресторан, и говорят, вот наша кухня, мы едим вот так вот руками на полу, с пола. Но мы вас не заставляем так хавать. Вы себе можете взять тарелки, можете себе Вот, обойти на наше заведение и так далее. Вот поэтому у нас с ними проблем нет. вот возьмем вот так, ребята. Вот две религии. Ислам и христианство. Тут и христианство заходит, и католики, протестанты, православные, это все христианство. Воевали столько лет Но мусульмане. Вместе мы друг против друга. И никто не выиграл. Вы заметили об этом? Никто не выиграл. конечно. Это тоже... Делал так, чтобы никто... И там религия, значит, какое-то право имеет. И эта религия тоже какое-то право имеет. И никто не Это выиграл. прямое доказательство того, что ни одна религия не происходит от Бога. Потому что если бы Бог послал, ну, как бы сказать, Бог бы был мусульманином, и мусульмане были превыше всего, ну, по-моему, он рано или поздно уже добиться каких-то результатов. Или наоборот, если бы Бог был, ну, вот этот Иисус, это вся еврейская сказка, если бы он был настоящим и там послал своего сына, чтобы спасти людей от самого себя, то он бы тоже уже добился каких-то результатов. Ну, за 2000 лет уже бы как бы, ну, там уже все. Уже кто-то где-то бы победил. А тут как бы, исходя из этой всей ситуации, понятно, что нету никакого божества. Вот локально кто-то что-то себе там делает, у него что-то не получается, он опять отходит назад, опять набирается силы, опять пробует и так далее, и так далее, и так далее. И та девочка, которая в Лондоне забывает случайно сумку в автобусе, она, когда выходит с автобуса, за ней кричат, говорят, девочка, вы там сумочку забыли. Так она не кричит, что слава Иисусу Христу или там Хари Кришна. Она кричит почему-то, что Аллаху Акбар. Вот это вот обидно. Если бы они этого не делали, то мы никаких проблем с ними не имеем. Живите себе всегда там со своим шариатом и так далее. Да. Потому что мне, например... Да-да. Нам тут больше подходит все-таки бог обезьян. Надо как-то конвертироваться в ногу со временем. Но я почему мне не нравится вот эта их политика? Потому что
Я не хочу, чтобы меня 72 гурии ждали на берегу. Мне одной гурии иногда настолько как бы много, что ну, надо плюс-минус отдохнуть. А тут как бы постоянно 72 штуки, ну как бы не всем это как бы Это сказать, нравится. я Вот поэтому, ну, я как бы и не против этого всего, ну, давайте не будем всех, опять же, под одну вот эту гребенку вести. У этих Почему-то. бурей там выключатель, рубильник есть, интересно? могу понять. Это буддизм. Я подозреваю, что нет. Поэтому, как бы, ну, стараюсь, как бы, воздержаться вот от этого действия. Ну, даже и близко, как бы, не приблизиться. Нет, там Или, например- получается, как бы ты, извиняюсь, что перебил, ты как бы, ну, делаешь все, что хочешь, там, и вдруг тебе... Ну, это раз, как, там, типа, как в машине это, вот, Евро-6, типа, регенерация, да? Ты, короче, типа, у тебя есть этот, клапан и вот это, что еще там, AdBlue, вот это, AdBlue, Да, да. И ты, короче, нажал кнопку, ну, типа, на холостых оборотах оно, типа, работает, а если ты дал газу, типа, оно уже, типа, не берет участие. Ты едешь, ну, как с обычным мотором на атмосфере. Вот приблизительно так же и там, типа, ты, типа, да, захотел, короче, пошел гулем, потусовался, ничего это, но я и вино тоже не люблю, и как бы меня вот реками из вина никак не заманишь, типа. Я, ну, вообще Не, не ну, пью. там есть даже базар по пятницам. Вот, интересно, там пятницу как А есть там отмечают, креветки, что- вот это все морепродукты и так далее? Или там только реки? Нет, Там моря есть? нет, нет, короче, ну, ярмарка, типа, там, базар. И вот идет человек туда, и аватар, да, ну, образ любой может себе приобрести там, как бы, без разницы, там, мальчика, девочка, Ага, дедушки, ну, короче, вот такое тоже. То А, есть это... а соевый шашлык? Ну, я, типа, свиной шашлык тоже не очень это, а соевый, как бы, ну, самый Не, раз. Есть что-нибудь? это как бы заманчиво для тех, кто там как бы, ну, нетрадиционным там вот этим делом, да, там увлекается. Тоже так как бы неплохой рай. Можно там эти образы менять и разные эти, скажем так, с разных сторон там пробовать себя. Короче, заманчиво так, заманчиво. Но почему-то, ну как почему-то, чувак, который это все придумал, у него было определенное окружение. И это окружение исходило из той территории, на которой они находились. И в принципе ему никто не противоречит, потому что плюс-минус это нравилось всем. Но как только эту херню перенести, ну хотя бы там какую-то там Молдову или Армению, то там люди не понимают, зачем это все. Эй, братан, у нас другие законы, у нас другие традиции, у нас другие вообще, другое представление о вкусе жизни, о достопримечательности и так далее. Зачем нам вот это там? Риса тоже много будет в раю, рис. Да, да, потому что китайцы, короче, ну, вообще никак туда не попадут. Да, видимо, там с излишком как бы остается. Ребята, у нас тут уже давно, конечно. И не тут, в моем городе, и в том конце города тоже так же. Азербайджанец женился на молдаванке, он мусульманин. Короче, он уже, если его жена на праздниках ходит в церковь, так и смотрю, и он уже ходит в церковь на Пасху, крестится уже. Он, короче, все, уже стал православным. Здравствуйте, Христианином. да. И сало понемножку начал тоже покушивать. И что-то плохо? Нет, ничего плохого. Нет, хорошо. У нас в Узбекистане говорят, это белый барашек. С пятаком? Здравствуйте, меня Борис зовут.
Я случайно Приветствую, зашел, приветствую. да, зашел к вам на стрим, услышал, что у вас Просто нормально. есть халяльное сало, а есть обычное. А, И да, обычное да, нельзя. да, А вот да. халяльное сало можно. Так и Ну, есть. Или как раз какой таки, тебе украинский мусульманин подтвердит? Да, вообще, Или если мусульманский украинец? ты в дороге, в пути можешь нарушать вообще любые правила, это типа не для тебя. Есть такая фигня. Даже если пост идет, да? Рамадан, даже если месяц. Если ты в дороге, можешь нарушать любой завет. Короче, захотели утром сало махнуть. Беру себе вот так, такой кусочек 20 на 20. Сажусь в машину и давай-ка я поеду сегодня, так куда в Вену. И по дороге заодно сало покушаю. Ну, чтобы не нарушать. Ну да. Чтобы не сало выбиться из лучше сил. Да. перед хаджем употреблять, как бы, потом можно сходить Не у туда каждого и есть верблюд под рукой, покаяться. если не напал на чужой караван. Или какой-то баран, тоже баранам тоже нужно кушать, чтобы жир накапливать и так далее. Ну, короче, о чем мы говорим? Давайте я могу тему какую-то... Я увидел вот это у Михаила офигенская картинка этого Влада тема- Цепиша. Тема это самая, кто имел право, у кого есть полномочия, вот, демонтировать шайтана, который находился возле Каабы Ну, в Мекке. скорее всего, у каких-то избранных людей. Не, ну, у нас получается, что какое-то вот это пророчество, оно все еще либо снисходит, потому что лет 50 назад буквально стоял один небольшой шайтанчик там, которого камнями побивали. Ну. А сейчас 3 огромных А двухэтажных. может, расплодили. это просто мракобесие? Расплодили, вот кто занимается вот этой самодеятельностью. Или шайтан, он что, шайтан там сам шайтаниху нашел, и они как бы, семья у них Не, ну возросла. давайте читать Священное Писание, давайте его изучать. Не правда ли? У кого какие убеждения, верования и так При далее. чем тут убеждение или верование? Ну Что вот. с шайтанами? 50 лет назад был маленький шайтан. У а нас тут нет. три двухэтажных появилось огромных. Читать, что из него сделало шайтана, значит, американских писателей какого-то там 19 века, там начала 20-го надо, значит, считать. Во что превратился капитализм. Не, нету свой-чужой. это не о этом шайтан идет речь. Тогда конкретизируйте ваш вопрос, пожалуйста. Вот смотрите, в Мекке, возле Каабы, Так. находился лет 50 назад, небольшой шайтан. И никто его не видел? Там же постоянно толпа народу. Видел. Это в виде камня он, то есть в виде камня. Да. Как бы Аллах сделал Ну, так, это чтобы остатки язычества, да, это остатки Нет, язычества, потому что Аллах народ сделал тяжело было так, переубедить. что шайтан, когда люди брали камни и пуляли в этот камень, то Аллах вселял туда шайтана, чтобы ему попадало, прилетало. Окей. И, небольшой шайтанчик. там Это стоял. записано кем и где? И, кстати, камни, которые в него пуляли, они были бесплатные на тот период. Да. Брось камень в камень. Да. Типа из этой истории. Бесплатно. Это как вот крабы, эти самые, вчера были... Ритуал раки, короче. Определенный Вчера- ритуал. Давайте не будем Да, мудрствовать вчера лукаво. раки Определенный были ритуал. по 3, сегодня, там по 5, Вот такая тема. И тут что происходит? Там спустя годы, да, там 50, я сейчас точно не помню, можно
Я играл в Промониторить, детстве в камне. промониторить Говоря. это. Проходит лет 50, и вместо небольшого шайтанчика на этом месте появляются 3 громадных шайтанища, двухэтажных. Да. Почему именно 3? И камни, которыми в них пуляют, вдруг теперь платные. Да. Плати и лети, блядь, хоть на ковре-самолете, да? Давайте Вот немножко, я надо- хочу вас развеселить, а надо то вы что такие расследовать, кислые все, да, я хочу расследовать, немножко что- да, вас развеселить, немножко позитив Что давайте. там произошло? Что произошло? Мы вот хотим понять. Все, кто Так слушает, давайте, там, да, я чат- поэтому спрашиваю источники какие. Я поэтому спрашиваю, кто это написал, стоит ли Нет, ему доверять ну, вообще и так смотрите, далее. Смотрите, последняя религия, там, исламская, ну, хотя там зик... Узнаем, что он был за человек по Да, свидетельствам короче, новых современников. религий давно не спосылалось, короче. И вообще ислам последний раз не спосылался около 1450 Вы знаете, лет. есть разница, подождите, есть разница между мусульманином, я вам вот так объясню, да, на русском языке. Есть разница между мусульманином, исламистом и джихадистом. Это вот 3 типа мусульман разных. Мусульмане прекрасные вообще люди. Я сам в мусульманской стране вырос, в Узбекистане. Они такие люди, вы себе представить не можете, насколько открытые, насколько... Не, мы не о людях, мы не о людях. Да, есть нас- исламисты, нас которые такие. таранят за Нет. то, что они не У знают. нас опять-таки тема не об этом. Тема о том, что вот последний раз ислам не спосылался 1500 лет назад. После этого Ну, откровения это тоже не факт, не вы приходили. понимаете. Это обман. примерно такое. Ну да, да. Последние лет, в последние лет 1450 откровения уже некому приходить, потому что пророк там уже как бы умер. Так в этом и есть дилемма ислама. Но вот до лет Я 50 могу, назад, я могу суры да, привести. буквально лет 50 назад там стоит шайтан небольшого роста, такой худощавый, которого пуляют камнями, которые бесплатные. То есть платить не надо. Проходит вот последние лет 50, чтобы не ошибиться, я такую побольше, да, так, захват беру, 50 лет. И там эти шайтаны до такой степени расплодились, да, как 3 толстяка, двухэтажных вот таких вот. Да, я понял, о чем. И камни, которыми в них пуляют, теперь уже платные. Вот что, как это? Да, более того, да. Ну, да, все нужно монетизировать, конечно. Короче, я пас. Взял камень, заплати, да. Даже если он не драгоценный. Вы суры можете переводить? Я не могу переводить, сейчас существует интернет, и это в открытом доступе. Вот у нас Наконец-то Анатолий, многоязычное К нам мусульманское сообщество может присоединился. прочитать, что там Добрый вечер всем, действительно добрый вечер. написано. К нам присоединился шейх Анатолий. Приветствуем вас, Анатолий. Машу. Приветствую. Я хотел объяснить человеку насчет ислама. Он говорит, что есть разный ислам. Нету разного ислама, ислам один. Просто есть люди, которые знают ислам, и люди, которые его не знают, но живут просто в мусульманской стране. Узбекистан, Азербайджан. Там они знают, что нужно сделать обрезание. Когда родился ребенок, порезать там барашка, там, что нужно Серьезно? соседей А до этого, угостить. типа, они не жили там, до возникновения ислама как религии. По факту ислам это же религия. Когда возник Не, ислам... подождите, ислам это религия? Подождите. Да или Подожди, нет? как ислам к ним пришел через меч. Ислам Тем же это узбекам. религия? Да, это религия, конечно. Все, вот видите. И вы считаете, что эти народы не существовали до возникновения ислама? Они существовали, но они не были в исламе. Вот Их в ислам... видите. Речь Уже не мы об с вами этом, согласны в чем-то. Речь не об этом. Анатолий говорит о другом, что ислам, он как бы согласно предписаниям един, но люди
которые не знают его, они сделали из него там Это определенная 700 идеология, 700 культура, да, которая... 785 с половиной течения. Да, и люди, многие из них вообще не живут по течению. Просто они просто А знают, вы что знаете, когда сколько вообще течений в исламе? много течений, сколько их Вот, и они видите? они возникают, они исчезают. Я бы сказал, даже сколько людей, столько и течений. Течение, да, Вот да, да. видите, да, вот видите, о чем я говорю? И Да, потом но вы мне есть рассказываете. есть ислам, который мы изучали и изучаем. Это ислам, что оставил нам Аллах, его посланник. То есть руководствуемся Корану, тафсиру Да, Корана. хорошо, но хадисом. племена же все равно разделены, правильно, по каким-то принципам, тоже по какой-то идеологии. В исламе говорится, если вы приняли ислам, то принимайте ислам полностью. Ты не можешь что-то принять, а что-то нет. Если в исламе разрешено брать наложниц, ты не можешь сказать, что этого Хорошо. нет. А там есть противоречия, же, вы знаете? Что? Противоречия есть. Противоречие всегда в исламе. В исламе есть всегда такое Не мнение, в такое исламе, мнение, а такое. именно в Коране есть противоречия. Это и В Коране это и противоречия, есть, это и есть исламская дилемма, это называется, это уже Э, термин Смотря стал что повседневным. противоречие вы имеете в виду. Если сура одна противоречит другой, то мы берем ту суру, которая была ниспослана после этой. Мы смотрим уже по времени ниспослания сур. Да, но это же послание всем на века, типа на все Подождите, времена. я еще раз объясняю. Если суры противоречат друг другу, мы берем ту суру, которая была ниспослана после. Допустим, суры о вине. Первое, что было ниспослано, в нем есть добро, но в нем больше зла. То есть нету запрета на алкоголь. Вторая. Не приближайтесь к молитве, будучи опьяненными, то есть будучи пьяными. Все верно, То есть да. уже- Это я то есть поддерживаю, уже- да. Это я То поддерживаю. есть уже было мертв. Потом пришла сура, которая сказала, что харам запрещено полностью в любом виде одурманивать себя. То есть это касается алкоголя, либо других каких-то средств одурманивания. То есть меняние твоего именно самочувствия, твоего мышления. То есть он Хорошо, приходит, три. насколько- Один из неграмотных, допустим, мусульман возьмет сейчас и скажет: смотрите, здесь в Коране же написано. Насколько что нужно быть может- одурманенным, чтобы увидеть джинна? Такой у меня вопрос. Ну, я не знаю, я не видел. И чем именно? Сколько и чего нужно курнуть? Да. Не знаю, На я не жаре. употребляю, не знаю, не могу Да, сказать. на жаре при этом. Поэтому, как бы, те люди, которые изучают ислам, эти люди, как бы, более близко к тому, что не послал Аллах. А люди, Хорошо, которые я вам просто, объясняю знаю, еще раз. Это убеждение, это идеология, да, это религия. Вы не забывайте об этом, что существуют всякие науки и существуют всякие другие мнения. Сейчас квантовая физика появилась внезапно и так далее. Поэтому как-то сложно, да, верить этому всему. Тем более, если это, да, там рассказывают о каких-то вещах, люди пытаются найти какие-то ассоциации, с чем-то это ассоциировать, но на самом деле же история же тоже записана другими людьми, правильно? Те, кто, ну, современниками, которые это видел, при каких это происходило, да? Ну, все же записано. Уже тогда люди умели писать на разных языках, вам трудно- переводить вам книги. нужно- Есть свидетельства. Нет, подождите. Не перебивайте, пожалуйста. Есть же определенные свидетельства вещей, которые происходили. И то, что угодно, это получается как двойные стандарты. То, что угодно. Я, с одной стороны, ценю, да, эти двойные стандарты, то, что люди стараются из ислама хорошие принять. Допустим, как в Узбекистане. Я вам клянусь, ни одного плохого человека вы не встретите. Они не живут по исламу, они мусульмане, да. Но я вам клянусь, они такие правильные, такие красивые, я мечтаю туда вернуться. Я уже давно там не живу, но это моя родина. Вот. Но они не... Потому что, так как они говорят на тюркском языке, они не знают до конца, что там написано. И вот их как бы веру разоблачать и как-то ставить ее по-другому, знаешь, ты сам потом захочешь сгореть на костре каком-то, понимаешь? Если ты вот этих хороших, добрых людей переубедишь в том, что, во что они очень так сильно верят,
Понимаешь? Не зная, да, не ведая возможности. Проблема в том, что эти люди, они не верят, потому что они не знают религию. Они Они думают, не что верят. ведают, просто, да, ну, Это не две разные важно. вещи. Их вера сильна, да. Я А что мне, и говорю. мне вот имя нравится президента Туркменистана. Берды Мухамедов Сердар Гулыевич. Да и в чем проблема? Туркменбаши круче, да, звучит? Не, просто тут... Я хочу, чтобы статуя поворачивалась, моя золотая, в сторону солнца, нахуй. Да, и не ебет, нахуй. Просто здесь Извините, столько да, пожалуйста, за матюшину. аккуратно у нас это самое приветствие. Не, просто тут я даже не знаю конкретно вот что от чего отталкивается и их скакуны. У меня здесь анестезиолог был, он мне руку ремонтировал немножко. Он говорит, здесь эти скакуны, во-первых, надо 40 тысяч пошлины заплатить. 40 тысяч долларов пошлины, вы себе представляете? Чтобы взять туркменского скакуна и вывести его нахрен из страны. Извините, да, за плохой французский. Или девушку туркменку, если ты берешь, если она не убежала, да, туда как беженка и все дела там со своими приколами, да, по политическим каким-то соображениям. 40 тысяч вы не доположь. Ну, там чуть меньше, может, но все равно. Это же огромные деньги, согласись. Так, ладно, друзья, У поднимайтесь. братана две лошади. У нас Он это их вместе самое. купил за 300 тысяч евро. Да. Прикинь. У нас сегодня пятничная хутба, вот у нас шейх Анатолий тоже присутствует здесь. Давайте все-таки разберем по камням или по щебенке. Да, заберем свои камни обратно. Да, вот нужно как бы по камушку. И подумаем, стоит ли их кидать. По песчинке, короче, разобрать на песчинке вот 3 шайтанов, которые объявились впервые в 20 веке. Вот, Каких вы знаете? поднимайтесь, будем, короче, хутбу. Анатолий, а вот вы как думаете насчет этих? Вы не слышали, да, вопросы? Вот смотрите. Так. Как вы боретесь с демонами, да? Да. Вот когда закончилось последнее откровение? 1450 лет, да, назад? Нет. Анатолий. По-моему, в 400 веке или в 6, что-то такое. Не. Анатолий, возвращайтесь в эфир. Ладно, он, наверное, чуть занят. Короче, Да, разбираем. ну это надо изучать святых, это как целая наука, да, людей, Сейчас которые... я пока погуглю, когда эти шайтаны... Мне тоже интересно, размножатся. на самом деле. Пока делаем паузу, я просто пью вино и что-то думаю поесть. Мой друг, который тусил у меня 2 дня, доехал до дома, отослал мне сообщение, все нормально. Но он городской пацан из вот этих бедных, которые ловят устриц прямо из реки и едят их сырыми. Поэтому нормально я его разгрузил там, немножко развелся он со своей подругой. Я его чуть разгрузил, чуть набухал, чуть поели, приготовил кушать ему. Все дела нормально, по-нашему. Но с ним я почему-то по-английски разговариваю, я не знаю, так привык. Ну, мы потому что тусанулись, встретились тоже. Это где ирландцы, там эти англичане все тусуют. Это европейское шоу, где на английском в основном базарят. И что-то мы привыкли, и с тех пор на английском, короче, постоянно говорим. Русский он не знает, мой люксембургский, блядь, отсасывает. Извините меня за плохой французский еще раз. Но французский, да, по-французски мы просто не привыкли говорить. Ну, говорим, надо переключаемся на французский, когда с человеком по-французски надо поговорить. Вот.
Ну, в основном на английском мы привыкли друг с другом общаться. Да, и, кстати, вот я что хотел заметить. Есть такая фигня, когда не практикуешь язык или вообще любой типа навык, когда не практикуешь его, он забывается. Старики поймут, о чем я говорю. А вы почему такие кислые? Че вы кислячите? Так, ладно. Да. А вот, Узар, давай, сделай нам дават. Ты сегодня, наверное, с Рузбана. Добрый день, Гузар, добрый день. С Рузбана. Просто один лично такой вопрос, только не говорите, что я опять начинаю, блядь. Извиняюсь, с кровати. Кому Вот этому, конкретно? который тут пик вип браун, бля. Можно Борис, меня зовут Борис. Борис, бля, как Моисеева, да? Не совсем. Просто такое ощущение, вот я слушаю, что ты говоришь, бля. И мне кажется, что, блядь, твой уехавший друг, блядь, тебя тоже, блядь, чпокнул, бля. Ты как-то по-пидорски общаешься, бля. Подвинчик, бля, смеешься, улыбаешься. Узар, А что именно тебе показалось Это что, сегодня пятничная отвечаю, хутба была? бля, какая-то от тебя, бля, голубая, бля, такая А я волна считаю, просто, что бля. ты много лишнего уже пизданул, если честно. Ну да, я, может быть, лично Ну да. Подожди, еще подожди, давай, может, Узар, встретимся, я тебе сегодня голову откручу, бля. хутбу сегодня проводил этот в голубом халате, что ли, кто-то, или я не пойму. Ты же сам, бля, его голос слышишь, бля, как друга, бля, нахуй, акцент делает на своем друге, бля. Я вот слушаю, я тут уже несколько из этой группы пидоров. На твоем друге делаю акцент. Короче, ты, тоже попадаешь в этот По разам, бля, я тебе говорю, я тебе голову откручу, несмотря на то, что По весь разам, поломанный, бля. Стоп, Я тебе отвечаю, нахуй. Ты с другом, бля, ты тройничок делаешь, где друг и тебя, и свою подругу А чпокает. ты что И делаешь? сам хочешь Скажи по про разам, себя немножко, ты кто вообще? Узар, Я Борис там Гранаткин, это, бля, ты кто? про Гури была хутба сегодня, я не пойму. Да, вина напьешься на том свете, бля. Оставаться таким парням, таким мужчинам, как я, Ибрахим. Я спрашиваю тебя еще раз, как тебя зовут, бля. Лучшие женщины, Тебе самые стыдно свое имя озвучить или что? не под тех, для женитьбы Или ты из самые потешка хорошие. такой Таким, умеешь как я, делать, да? достаются. А таким, как вот этот, Я который тебе говорю, разговаривает, ты он, только да, из может, потешка там, можешь делать или нет? Да ладно, Как ты тебя алкаш, зовут? во-первых. Меня Борис Во-вторых, ты Гранаткин голубой зовут. Тебя алкаш. как зовут? В-третьих, ты ничего даже, если бы ты был бы Да, нормальный. я понял, смог бы бля, мне все про сделать, тебя. Я просто свое мнение Давай сказал. закроем пожалуйста, тему, когда свое да, не нормально будем верну. остальным людям Можно я портить скажу свое личное настроение. мнение про человека, который тут общается? А вы тут слушаете, короче, получается, зря время тратите на голубые энергии, на Моисеева этого Борю, бля. Я водяной дракон и северный ветер, ты придурок, нахуй. Ладно, я свое мнение насчет тебя сказал, сейчас можешь закрыть. Не, Кому-то другому что-то. Тут тема же была реальная. Я пришел, чтобы опровергать, как обычно, доказывать вам, что вы чушь И что, несете. ты опроверг себя или что? Да, подожди, давай, насчет, мы Пообщаемся, переходим. давайте, ребята, пообщаемся про ислам. Давайте Переходим. оставим. Да, на лучше камни. нормально Да, на пообщаться. камни. Я не знаю, что он травится, этот Переходим на придурок. Я камни. говорю, я ему одной рукой, блядь, лицо Давайте просто пообщаемся о оторву. исламе. Вот я знаю одну Подожди, интересную тему, подожди, на которая камни спор- переходим. Ребята, давайте оставим это вот. Человек не знает о исламе, он жил в Узбекистане, оставьте его в покое. Он видел то, что видел в советской власти. Он видел хороших Я в Люксембурге людей, живу которые уже не знают, кто 20 такой лет. Аллах и его посланник. Это понятно, ничего страшного. Это вне... 19. Дай Я Бог, в чтобы прошлом такие- году был в Люксембурге, 3 ночи я там был, 3 дня, короче, 3 А ночи. чем мы не встретились, ну-ка расскажи мне. Хуя мне с тобой, старым голубым, встречаться было. А, ты сразу типа насрал в штаны или что? За предъявы, которые... Ладно, давайте переходим на камни. Любой камни Ты не переходим. успокойся, даже слышишь? самых ваших сильных вот этих шпионов. Да, у меня есть что тебе рассказать. Ничего вы не сможете мне сделать, понимаешь? Так, короче, нам тут разборки не нужны. Анатолий, вот насчет камней.
Вы можете объяснить, кто имел полномочия, право вот этих шайтанов, их вот так размножать и увеличивать в их размере? Согласно какому предписанию там или фетве, как это работает? Какие камни, когда они как звезды падают, да, или что, или про что ты имеешь в виду? Нет, шайтан, который в Каабе стоит. Анатолий, ты же был в этом хаджи? Хаджи, который, да? В хаджи, который кидаешь, да, был в хаджи, да, Да. который кидает 7 камней. 7 камней? Да, ты должен скинуть. Подожди, Там, мы в детстве играли в игру 7 камней. тогда ты кидаешь в этот вот столб, а там столб раньше был меньше, сейчас больше, потому что его сделали больше, потому что было много давки. Когда было меньше, там умирали много, а потом, когда я был больше. Это такая как бы часть хаджа, ты кидаешь как бы в него из-за того, что он типа обманул людей. И он каждый день типа вводит людей в заблуждение, ты типа кидаешь. И он типа, ты его этим наказываешь, типа шайтана. А там люди приходили, вообще тапочки кидали, что только не кидали. Ну так нужно подойти аккуратненько, там кинуть, потому что я когда лично был, было мало тогда, как-то попало, что мало было народу. А там такой камень, там такой, как стена, там не стоп, а такой сделан в форме ромба. Не, ну в том-то и дело, он раньше был вообще малюсенький там. Да. А сейчас Да. сделали большой в форме ромба, ну где-то, я не знаю, метров 200, наверное, длиной сейчас уже. Такой Анатолий, длинный. маленькую поправку сделаю. Эти камней бросают, потому что они взяли, что от Авраама, Ибрахима, когда он вел своего сына, он увидел какой-то сон, чтобы он зарезал, как будто, чтобы утвердиться, что он доверяет и подчиняется Всевышнему, который прислал ему этот сон, что он увидел, что он должен зарезать своего сына. Это как испытание. И шайтан наушал или говорил, или ему не ходить с ним, он хочет зарезать тебя. Исмаил кидал ему камни. Вот коротко, если сказать. Вот так они интерпретируют. Может вот быть это. и с этим связано, потому что после хаджа сразу наступает Курбан-Байрам. Сразу вот именно этот праздник, который жертвоприношение барашка, это как бы в честь именно Ибрагима там с Измаилом. Может быть и с этим связано. А насчет барашки, когда Исмаил хотел он зарезать, нож не подчинялся, он ударил о камень, камень раскололась, и, короче, ему прислали барана, что не надо Исмаила, это было всего лишь испытание, лишь барана. Из-за этого и они придумали этот Курбан-Байрам. Курбан-Байрам сразу после хаджа. Он уже хадж вот заканчивается, и начинается Курбан-Байрам, жертвоприношение. После день Арафа заканчивается день Арафа, и начинается Курбан-Байрам как бы. Потом снимаешь с себя этот ихрам и одеваешь свою нормальную одежду. Нормальную одежду, это да. есть ритуал такой. Да. Ихрам мы одевали в самолете. Когда летели, одевали в самолете. Там есть специальная зона. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Там одевали ихрам. Я еще когда был еще Абдулла живой. Таэль, шейх. Удук, Маршал, ходи. Маршал, ну, Масага Ибрахим, Ханибал, Масуа. Машхойл, Абу Кирилл, Машхойл. Удачи, команды. Все нормально. Умдат, Шмаков, Ахмавила только. Шмаков. Проблем. Лох фусо, инца юхкина, билей, что стоят Ибрахим, Иордания, фусо, стига репортажи. İdik hırdu. İyi tam ku işte Erdenski ku çemşiyor. Юха, буксун, асиурят, юха болчеры, мегадыш. И вообще эдик hırdu. Интервью луш беш видите? Büyük, kuşmuş ya.
Все нормально. Есть Шмаков, Мавицла, если что, то проблем. Он щас- А Борис, есть еще Гучверу Шмаков, Гучмова. Уч ваққи шулчулчтер, да? Ол қайырваққа. Ну, Гучвайла, Ахаза. Сразу облавируются. Дева. Могли турдуйте, хахена шия, могли турдуйте. Невозможно понять. Я говорю на многих языках, но это... Подожди, Не, чуть-чуть, да, вот чуть-чуть. это самое, мы как бы тут между Поймешь собойчик всё у равно. нас был. Так, Анатолий, продолжайте хутбу. Не, я рассказывал, как бы, когда мы ехали в Хадж. Мы когда ехали в Хадж, мы ехали это самое сначала в Турцию, потом из Турции ехали в Саудовскую Аравию. И когда одевать ихрам, мы одевали в самолеты ихрам. С каждой там по очереди шли, там было специальное место в самолете, где мы могли переодеваться. Сделано было специально, потому что самолет был заказан специально для нас, для хаджи. И тогда мы там одевались, там в ихраме специальное место, они там объявляют, там уже, короче, какую-то зону перелететь, и откуда уже одевается ихрам, потому что ихрам не одевается именно там, в Мекке, а уже подъезжая к нему, там есть граница. Шо вы, чурки галимые, здорово, что обсуждаете? Ты это чурка, брат, пес. Стоп, плюс Ну, 32. наехали, Подойдите, подойдите. Тихо, плюс 32. Ты, Христос. Чурка? Чё, Я у с тебя? Я с Туркестана, чё нахуй? Подожди, ушел Христос, улетел. Джамшуд, что ли? Я Джамшуд? бы по-моему порвал. Так. Унизил бы. Так. Вас конкретно, видите, вот так спровоцировали за 5 А секунд. что это такое? Тут приходят Да. эти предупреждения, Ганнибал. Выйди из ТикТока, потом зайди полностью. Я же предупреждал. Не надо так сразу резко, болезненно реагировать. Вот он заскочил, раз спровоцировал, и сразу человеку прилетает. Да, это сделано специально, есть такие заходят, что это уже это проверено. 100%. Нет, вообще по-детски, чтобы на них реагировать. Да. Уже что надо сейчас, привыкнуть. Слышал, что сейчас муджахиды уже не заходят к стриму. Вот я с Бордом делаю стрим, не заходят. Сюда вижу, не заходят. Я слышал, что им дали такое как бы фатву, что не заходить, потому что они могут выйти из ислама, зайти в фитну. Что-то там в этом канале Ислам, если я не ошибаюсь, там они говорили про это, чтобы не заходить к нам на стримы, с нами обсуждать религию, потому что мы не просто кафиры, а там мушрики, и не надо к нам заходить, короче, если нету знания, если мы не могут с нами беседовать, потому что могут завести в заблуждение, и чтобы они не заходили, короче. Правда, нет? Вы не слышали? Я слышал на стриме этого из ислама. Или Да, как у там. нас последние 2-3 эфира здесь епископ с Панкиси, султан уже прописался. Сегодня, правда, куда-то исчез. То есть чувак, который открыто призывает к откручиванию головок. На 10, на 20, и да. этих призывает сюда не заходить никого, не подниматься. это он, типа, да? Он тут, да, типа он тут разводила, там заходит, и мы его начинаем таскать там полностью по полу, да, там Пармат здесь был, короче, таскаем, опять его вытрусим вот так, на ноги ставим, опять он, короче, значит, типа, короче, нас троллит, и сам, походу, Ганнибала полностью блокнули. Блин, не надо же вот так реагировать. Пудрится, Я да? не знаю. А, Не надо Ибря, так реагировать. и Это 100% трюк был. Просто не Смотрю, я последнее его раз... время что-то ТикТок сразу выкидывает и потом больше не разрешает. Не, он четко знал, как это сделать, заскочил, высказал, и потом, пока его самого не гасанули, вылетел, как бы выскочил отсюда, а этот начал, короче, его в ответ ему тем же самым его называть, и поэтому ему прилетело. Это вот... Хотел бы спросить одно мнение у вас, кто там знает именно сура 33 аят насчет Ахли Бейт, там, потому что у нас
возникли разговоры по этому тему, именно про дом Мухаммада, да, кто является его домочадцами, там, да, и про ночь, как говорят шииты, у них там эта тема развита, там, как они хотели, ночь четверга, это, как они называют, четверга, когда хотели Мухаммаду дать, записать, типа, прощальную, типа, это вот завещание, и Умар сказал, что не надо, он бредит. Как бы слышали вы про это, нет? Можно поподробнее разъяснить, если есть возможность. Я могу задать вопрос, пока люди думают? Можно. Почему бы нет? Смотрите, да, молитва путника Эхнатона, если вы знаете такого фараона, это муж Нефертити был, кстати, между прочим. Ему, да, приписывали и болезнь Марфана, и говорили, да, что он вышел из воды, и что он мог ходить по воде, тоже такого рода вещи. Но это приблизительно где-то за 1000, по-моему, лет до Иисуса. Вот, и его молитва путника, практически слово молитва Иисуса «Отче наш», практически слово в слово. Вы кто-то делали на эту тему какой-то разбор и искали? Мы не разбираем больше, я не разбираю христиан, я не знаю, там Эхнатона, все эти вот все переписы Эхнатона, это нужно быть египтоведом этим, вот, который понимает, что там было написано на этих скрижалях, которые нашли. Кто знает, какая была у Эхнатона там молитва. Это сейчас много чего показывает именно. Не, она написана официально. Где на папирусе. Мы можем, допустим, посмотреть сейчас, что написано в хадисах на арабском. Можно видеть, допустим, да, даже... Да, мы можем видео, посмотреть, да. А есть вот Эхнатона, это только, наверное, на РЕН-ТВ. Нет, есть прямые доказательства. Если попутешествовать чуть-чуть по миру, вы можете увидеть. Если можно было, как, допустим, те же аяты, те же, допустим, хадисы поставить и перевести, и почитать, и можно было бы и это тоже... Вы знаете, я больше склонен не к хадисам, а больше к сурам, понимаете? То, что в священной книге написано, для меня это более важно. И когда там... так называемую книгу без хадисы это толкование. Это значит, все равно, что я посмотрел Гарри Поттера и посмотрел потом на Ютубе. Давайте я вам дам пример. Допустим, есть сура, где говорится, что делайте утреннюю, вечернюю молитву. Знаете, по какому поводу была эта сура ниспослана? Про молитву утреннюю и вечернюю. Допустим. У нас на русском, да, на славянском говорят, что не надо беспокоить Бога из-за своей суеты, да? Не упоминай имя Господа в суе. Я вам хочу объяснить. Да. А ислам это другое. Понимаете, о чем я говорю? Он тебя заставляет клясться Аллахом, потому что ты не имеешь права другим клясться. В христианстве Богом клясться нельзя, а в исламе это не то, что... Нет, ты его упоминаешь только, когда он тебе действительно нужен. Потому что у него есть постоянно какие-то дела. Упоминают 5 раз в день. Это не когда им нужен, это обязательно им нужно упоминать 5 раз в день. Здесь немножко другое. Я считаю, что имя Господа в суе не стоит упоминать. Вы можете считать, что хотите. Это значит, я отвлекаю его, от каких-то более крутых дел. Так он же всемогущий, он же всесильный, ему все равно могут все... Не важно, это не имеет значения. Добрый день, товарищи. Кто зашел, новых приветствуем. Добрый. О чем воркуем сегодня? О религии. Камни разобрать пытаемся. Камни разобрать пытаетесь. Это на уровне чего вы забираете? На уровне геологии. Камни. Кванты. Каменный век у нас тут получается. Каменный век. Так, еще какие-то слова будете повторять за нами или представитесь, расскажете? Меня зовут Кавказиус, я пришел к вам с миром.
послушать. Да. Полезно. Вот Да, я наш понял. епископ подтянулся. Епископ. Исламский. Наш епископ и исламский. Аслам алейкум, братья. Валейкум салам. Аслам Ван алейкум, алейкум братья. вассалам. Чего? Я говорю, аслам алейкум, братья. Ван алейкум салам. Ну, хабибили били бинджан. Салам алейкум. Братья. Нет, вы зря над этим смеетесь, кстати, это Да. нормальное приветствие. Здесь, когда мне чеченцы или кто-то другой, Я блядь, вам объясню. мусульмане не мы говорит смеемся, такую знаешь почему? хуйню, я Подожди, начинаю знаешь, почему мы злиться. смеемся? Я тебе скажу, почему мы смеемся. Потому что мусульманин не имеет права не мусульманину давать смотрите, салам. у нас мат Поэтому мы и смеемся. приветствуется. Нет, Тот матершинники будут как бы это самое, пока чуть-чуть тапать по-братски. Давайте общайтесь. Да по-братски, братья. Анатолий, а когда ты был в хаджи? У меня один вопрос есть такой интересный. Когда ты был? В каком году? Абдулла еще был жив, король Абдулла. 2017, если не ошибаюсь. Где? Какой 2017? 16 был Абдулла. Ну, в 16-м, 15-м, я не помню, каком именно. Сейчас я вспомню, скажу. Ну, учите истории, мусульмане. Аслам алейкум, братья, бля, вы что Когда был творите? Абдулла еще жив? А, да, Дима, помню, да. Дима нашел. Приветствую, Дима. Нам еще дали Приветствую, брат Ибрагим. такие футляры дали, когда мы уезжали, зеленые. И в нем была такая фотография Абдуллы, короля Саудии, такая на стекле. Сделана Так, такая на да, стекле. да, было, да. Да, когда мы уже Да. уезжали из гостиницы, когда мы вышли уже уезжать, Так, нам дали это. ага. Вот. Потом и через год, наверное, умер, и через 2, я не помню точно. Ну, тогда. А я потом эти же зеленые очки одел и ходил. Какие очки? Смотри, Зеленые. когда вы с Медины переезжали в Мекку, они обычно вот так это у них. Вы останавливались там где-нибудь? В Мекку, с Мекки в Медину. Мы сначала в Араф, Да. а потом Вы- в Медину. А Медина Да, уже да. не считается хаджем, уже все. Да, я знаю. Ходили в нормальной одежде в Медине. И вы видели там какие-нибудь животные? И верблюда видел? А собак видели? Нет. Собаки? Да, собаки, кошки там. Может еще Много в Турции видел. В Турции много кошек видел. Свиней там не разводят тоже. Нет, да я говорю, только что видел по дороге, Нет, когда мы свиней только ехали. я видел, что там это, блин, братья в Дубае разводят. Обезьян хоть видели обезьяны? Да, вчера видел. Я имею в виду, когда вы приезжаете. Нет, а вот я это не вот имею в виду. я не видел. Каких? Еще Вот, я не Оно меня деньги стрясал. Не эволюционировавших или уже эволюционировавших? Каких? эволюционировавший. Мне страшно было смотреть, когда они стали эволюционировать. Ну да, страшно, конечно. Анатолий, а случайно не поднимался в эту пещеру Хира? Брат Нет, епископ нет, Кавказу, нет, я не ты был можешь Хира не расшифровать? Не был. Ты можешь расшифровать нам хадис про Ибн Маймуну? Нет, к сожалению. У меня нет таких расшифровок. Чё, душка не хватает? Это я плачу, братья. Это я плачу. Какой смех, какой смех. Я плачу, братья, я плачу. Плакать ты будешь потом. Сейчас ты смеешься. Да, вы сейчас посмотришь там. Мы тебя огоньком. Плакать будешь ты потом. К сожалению. Почему, к сожалению? Наоборот, надо Ну, жалко души человека. заглядывать туда, время от времени туда в ад заглядывать и прикалываться с тех обитателей, которые там. Да, вот этот правильно. день, да, может посмеяться над вами тоже. Да.
Там говорит, Будешь правильно, гореть в так аду, вам, если... Да. так вам и надо, говорит. Нам будешь да. говорить оттуда. Из рая Вот ты если, будешь. если ты туда попадешь, то, конечно, Ты значит, будешь в раю в такой квадратный елочку с я квадратного. надеюсь, что я буду в раю. Видишь, для него не существует, насколько ты ограниченный человек. С квадратного Для рая тебя, будешь смотри, на нас плевать оттуда, с высоты. и кроме этого насмехаться, короче. пьяного мира у тебя ничего нету, даже не на что надеяться. Ты даже не надеешься на рай. Насколько твоя дешевая жизнь, короткая, дешевая. Нет, Ты ее твой рай проведешь в этой квадратный. суете. Да, ты же среди Ты скажешь, кефиров надежды все-таки нет живешь, рая. наплевав на Насколько у тебя 4,97, на 5,50, дешевая на душа, 5,57. сколько она у тебя Полностью дешевая. ты плевал, отсиживаешься при всем при этом. Еще, Что короче, это? нас тут Нет, своего конечно, я ни квадратного на что не рая будешь. плюю. Да, со своего квадратного рая на нас будешь там, короче, еще, наезжать, Короче, да? ты очень много повторяешься. Короче, дуй. Ты деградировал конкретно. Хотя бы Я не набери пару. обязан на русском языке Раз четко говорить. ты как бы решил людям лапшу вешать, хотя бы пару слов выучи. А какую лапшу он вешает, можно узнать? Ну, то, что он вешает постоянно. Конечно. Лично я не Ты же его слышал, я слышал. сам дагестанец, Всё, я что- лично не слышал от него ни одного слова. что Слово он лапши не вешает. слышал? Слово Нет. лапши. Ну, хорошо. Нет. Тогда Адекватно разговаривает, адекватно. Да, ну, Когда надо адекватно говорить, он адекватно говорит. Если какой-то Джамшут попадается, он говорит с ним ладно. как Джамшут. Все, Джамшут, ладно. Ты знаешь, я сейчас живу в Израиле, и здесь таджики, узбеки вот недавно с работы плов делали. Обалденный плов, узбеки. Ну, И они говорят, реальность никто не знает, пока здесь не будут. Но они семьи При чем тут свои Израиль? говорят своим семьям. плов Не, можно... Я в общем говорю. Потому что Ну, люди, хорошего кто не Израиля знает, нету. чего не знает. Я не говорю, что здесь прям рай какой-то. Я здесь пашу даже, работаю трудно. Тяжело работаю, но хорошо живу. Ну, видишь, благодари Бога, что хорошо живешь. Да я и в Махачкале неплохо жил. Ну, тогда в Махачкалу переезжай. В 90-м году все испортили. Кто испортил? Горбачев, я знаю, кто испортил. Горбачев, бедный Горбачев. Переворот сделали. Горбачев. Кавказус, Так а если вот твои Тихий год. родители будут, например, я не желаю им, но если они будут в аду, ты тоже будешь туда заглядывать из своего квадратного рая и будешь над ними насмехаться. Так вам и надо, ха-ха-ха, да? Туда корчить рожу. Нет, над родителем даже неверующие не будут насмехаться над своими родственниками. Не, Ибрагим. ты их как бы, да. Ты знаешь, ближе к 90-м ездили в Украину, жвачки покупали. Вот этот Дональд, знаешь, Турбо. Да, я помню, как Дональд вообще первый раз Самые появился. прекрасные времена были. Как украинцы нас встречали, никогда не слышал слова чурка там или еще что-то. И квартиру, и помогали там, чтобы что-то снять. По-моему, Лёлик, Боллик была жвачка, да? Не, это до Тоже было, пишу. до. Да, там до в Украине. Дональда. Это было раньше. Лёлик Болик был самый такой прославленный. Да, было дело, конечно. Да, вот это, представь, вот тогда эта жвачка, насколько Самое это, прекрасное как будто бы время весь было. мир, да, как будто весь мир там у тебя в твоем кармане, когда ты Дональд, там. Да, Турбо. да. Жвачка, ему все друзья рядом были. Молодежь, когда мы были юноши. По очереди жевали, да? По очереди не жевали. Я имею в виду, если у кого-то что-то было, все рядом находились. Рядышком все находились. Когда-то мы смолу жевали.
Или из пробки шампанского жвачку делали, кто помнит детство. Ну, это у всех такое, наверное. Смолу тоже нет. Я же говорю, смолу или пробка шампанское, снимали эту резину, разжевывали, как жвачку делали. Да. Альчики играли, Ты лямбу жевал играли. смолу, Кавказус? Ты смолу жевал? Я Да. вот не припомню что, чтобы я... А лямгу играл? В лянгу, да, я сегодня играю в лянгу. Самые прекрасные времена были. В лянгу. Альчики, лянга, плитки. Только уже руками, тогда ногами уже играл. Сейчас, Да. сейчас в Израиле лянгу продают. По-моему, с Баку привезли, не помню. Кто-то приносил, показывал. В упаковке, а нет, с Узбекистана. Во Ослан написали. Конечно. Для тебя Ослан. Я играл ведь. Так, Кавказус, что там ты на хутбе сегодня грузил? Какая своих хутба? Ты прихожан? вот вчера, или позавчера, когда это было, не дал мне ответить, выкинул меня. На Не, эту я чушь, не выкидывал. говоришь. Ты это, чему ты там грузил своих прихожан сегодня? Я прихожан? Каких прихожан? Ну ты на пятничный тоже на мазне ходишь? Ну, иногда хожу, когда время есть. Хожу, конечно. А Тешахуд как ты читаешь? Можешь здесь прочитать? Ну, иногда читаю, иногда нет. Давайте не будем. Ну хорошо, давай прочитай, если ты знаешь от слова до слова. Давай. Я сейчас могу ошибиться. Давай лучше ты. Там. Я Могу не знаю, как ошибиться. читать. Для меня сложно все это дается. Пик, тебе нельзя, тебе это... Я могу там грузинскую есть вот это, аят, в котором сказано не приближаться к молитве, когда это самое немного принял горилки. Да нет, дело же не в этом. Я же остаюсь все-таки тем же самым человеком. Стараюсь, по крайней мере. Ну это понятно, но все-таки аят есть аят. Да, так поэтому нужно уметь читать. Сейчас у нас есть интернет, черт возьми. Сейчас мы можем прочитать, что там написано, понять. Я потому что в русском переводе пытался читать, мне не понравилось. Я сказал сразу, я прочитал, может, 7-8 глав. И я Библию точно так же читал, а? Ну, то же самое, тоже там прочитал, когда Давид отрезал голову Голиафа. И Я думаю, ладно, автоматически хорошо. Хватит перекрестился. с меня, да. Вот, и такая же приблизительная фигня с этим, с Кораном. Я начал Кавказус, читать. что ты скажешь насчет камней? Насчет камней? О, мой Скажу, что камни это дедушка камни. геолог. Зачем Заслуженный союз, одними камнями побивать других? Зачем? В чем смысл? Не да. знаю. Мозги им в голову воткнуть. Ну, тебя заставляют. Камню больно будет, если его другим камнем Конечно. долбануть. Конечно. А зачем боль приносишь ты камням? Ну, видишь, Хороший вопрос. хороший вопрос, конечно. Говорят Камни тоже тебе плачут, надо да? и все, да? Тебе... Да. А что, ты переживаешь за камни или что с тобой? Я могу ответить за него, потому что я Да, тебя да, осуждаю, да, потому что я тебя осуждаю. Я же теперь Да, Бог, плюс 32. Бог, Права все камней мы тоже как бы... Я же знаю да, твою там. жизнь, да, и все дела. Я могу тебя убить, значит. Камни. Подожди, права шайтанов нужно соблюдать. Вот они как бы их побивать камнями, потом вот как жестоко их из человека, бесов, джиннов выводят, все-таки там тоже надо же какие-то права. Не, ну по прописать. поводу джиннов это другой отдельный разговор.
Джинны в лампах живут они или как? Джинны в какое время вышли? Когда Иран сказал, что Они живут Израиль... везде, братан. Когда Иран сказал у Израиль украл у них тучи, вот тогда пошли эти слова джин. Смотри, Он даже поэтому, злая был допустим, у добрый вечер, славянских не пора народов уходить, есть если что, пустую зайду, бутылку, пустой сосуд не оставлять. Так, не оставляют. Руслан, приветствуем вас. Нашел. Понимаете? Ассаламу алейкум. Ну, я помню, с моря бутылку вытащил, джин вышел, я знаю. Сказки. Да. Не оставлять пустую бутылку на столе, потому что Нельзя. не придется, да. А вот а есть потом напиток такой, джин-тоник напиток. Да. Он полукровка, а? Метиз. А ну, блядь. с этого и пошел. У евреев, в иудаизме нету этого джина, понятия джин есть такое или нет? Не, нету такого. Как нету? Нет, я никогда не слышал такого. Да? Я первый раз услышал, когда вот эти войны начались в Израиле. Нет, Я то, что ты не первый слышал, тоже, это одно. у нас тоже джинны в середине Что 90-х только Иран появились. предъявил Израилю, что тучи украли. Израиль украл Вы у них перестаньте, тучи. мы же далеко не политики и не имеем такой силы. Давайте Как Советский Союз рухнул, Жизненно договорились. сразу джинны у нас в середине 90-х появились. Да. Не, просто до До этого они этого тоже ни были раз, люди. никогда в жизни никто не знал, короче. Не знали, потому Только что... в фильме Это смотрели вот это инопланетяне, волшебная да? лампа. Это самое, про Ельцин на Хоттабыча 33-й там. шмурдяк. Ельцин на 33-й шмурдяк как сел, сразу джинов увидел. А что ты еще не знал при коммунизме? Я не Не, знал, ну что... реально не было Да. джинов. И вот в 90-е они как ты бы же тогда начали не уже знал, что в эмигрировать. Америке- Так говорят, эти бушмены. Эмигрировать в 90-е, Не, в ну, был середине же фильм, 90-х. Не. Ты много чего не знал советского. Наверное, боги сошли с Джинны ума, сказки чем начались. 70-х. Потому что железная занавес была, тебя не выпускали. Вот железный занавес джинов сдерживал. Как он рухнул, сразу Причем иммиграция ты не пошла. только джинны, ты вообще, Да, вообще начали мало чего гладить знал в это Советском нечестно. Союзе. Нам не давали знать что-то. Да. А зачем Сейчас тогда этим смеяться? занимаются, Джинны? понимаете? Так. Чем Так, мы меньше так, знали, Кавказус. тем лучше было Кавказус. правителям нами рулить. Да, Кавказус, ты до 90-х видел вообще хоть одного джина? До 90-х, тогда мы с тобой еще не встречались, поэтому нет, до Ну, тебя никакой без джин разницы. Меня, там, не меня, до 90-х. Вот видел ты или нет? Но моя... Лозунги я Ленина, же говорю. помните, да? Наше знание, сила и оружие. Вы понимаете? Сейчас есть доступ к знаниям, и ты можешь, в принципе, себя, как сказать, эволюционировать, довести до определенного предела, чтобы не лазить, да, даже во всякую фигню. А вот именно научиться всяким навыкам даже через интернет, прикиньте, насколько это круто. Вот мне на голову Пик- пришла пик. одна мысль. Вот они, Ага. Да, вот да. они поднимаются на седьмое небо, ставя с плечу на плечи, и поднимаются, а железный занавес не могли пробить. Не, ну там их сколько должно быть, чтобы на седьмое вся видимая сегодня Вселенная, Технология, 96, социум, 96 люди. миллиардов световых лет, это сегодня изученная там учеными Вселенная, видимая, скажем, ну, во все стороны. И это только первое небо. А там до седьмого неба, что это сколько там, бесконечное количество джиннов. Представляете, В сколько их еврейских нужно, писаниях говорится то же самое о демонах, о джиннах, что и в Коране. Я никогда не слышал такое. Что создан, да, не слышу, то, что не слышал, это совсем другое. Мы говорим, если в иудаизме, а не слышал ли ты или не слышал. Поэтому до Так, Корана за ты много сейчас тысяч хочешь иудаизм нам проповедовать? Я не понимаю. Нет, я хочу Ты же тебе епископ. сказать, что до Корана тоже было такое понятие Ты джин. еще и раввин по совместительству. Конечно, конечно, конечно.
Я могу быть для тебя и врачом, и кем хочешь. Но просто, когда ты Ну не да. ведаешь об этом, тяжело, когда ты именно привязываешь все к Корану. Во все, что хочешь, ты можешь превратиться. Главное, чтобы мне лапшу на уши, идеологию Так лапшу навесили. вчера вы вешали, о, сестра, а в Коране сказано сестра Гаруна, а Гарун жил за нее долго, тысячи лет, между ними большая разница во времени. Ой, бля, короче, какую чушь вы только не несете, когда вам люди Не отвечают. матерись, не матерись. Не, чушь это это нормальное слово. Чушь это значит. Ты все-таки исламский епископ, материться. Конечно. Ибраим, в Грузии до сих пор чеченцы, которые живут, они как бы не мусульмане, да? Чеченцы все мусульмане. Какой как бы вы не пытались. там самый радикальный, к сожалению. Ну, имеется в виду вот то, что бацмийцы там уже более Не, там, у одного более, старика которые- как-то, у одного старика как-то, знаешь, взяли интервью и сказали, а как вы, чеченцы, старик, натуральный старик, и такой грамотный, видно, мужик такой. У него это как бы интервью взяли, поинтересовались, он говорит, мы, говорит, никогда не были мусульманами, это вы стали мусульманами, говорит. Те, которые в Грузии жили, типа, они не исламизировались в то время, в те года, когда ислам напал на Дагестан, на Кавказ. Ислам напал? Ну да, в 7 веке, когда... Не, на нас никто не нападал. И ислам в Чечне не было вообще амиядов. изначально, В Дагестане был. Да, это старый народ, блин, и никто не знает, Не-не. да, их историю. Изначально нападали, но как бы это эффекта не дало. И потом Да. появились вот такие, как Кавказус, которые уже начали грузить. Ну, Нет, аварцы тоже, например, они тоже, как формат рассказывает историю, они тоже не были Есть, мусульманами. да, были ну язычники. где-то, вы видите, где-то сохранилось, значит, Село к ним, видите? аварцам они зашли. мусульмане и это вырезали. осознанный выбор человека, быть преданным Богу. Понимаешь ты это? Никто не может тебя заставить. Вообще концепция ислама не допускает принудительного принятия ислама. есть это Да, настоящий- нет, это 9.29, прочитайте, пожалуйста. Вроде наоборот 9.29 говорится о том, что часть из людей Писания, то есть не все люди Писания, которые ни во что не 9.29. веруют, такое. ни во что не Еще веруют. раз. Люди Писания это иудеи. Еще Перестань, раз. начинает еще Вы раз. сейчас исключили опцию принуждений. Теперь обоснуйте нам на основе 9.29. пожалуйста. Обоснуй. На 9.24 ты должен понимать это в контексте аята, где говорится: сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто с вами сражается, и не нападайте. Нет, это вообще другой аят. А вот Так этот это, аят... я же говорю, что это все в динамике. Подожди, тогда бухло тоже можно, значит, пить. Не, бухло это запрещенное. Почему? Ну, ты Так а почему тогда в раю? Почему тогда в раю? Почему тогда в раю? Да? Почему тогда в раю? Вот это все запрещенное, что ты не должен исполнять в жизни, да, всякое типа, да, грех. Почему в раю тебе это разрешено? Вот такой В раю вот не вопрос. будет разрешено. В раю просто не будет. Да, а как же эти бури? Как же эти реки из вина? Реки из вина, которые не приносят тебе вреда. То есть от них ты не будешь нести глупости, ты будешь в хорошем настроении. То есть это будет вино, но иметь совсем Вот чуть другое постоянно качество. тебе вот это вот вранье, вот это вот. Так вот написано так в нравится. Коране. Так Да, написано. вот сидеть, Да. врать. При чем тут врать? Телочки будут. Телки, конечно. Ты хочешь мужиков или телок? Мужики тоже будут. Мужик там... Так, конечно, будет базар. телки. Какой рай без телок? Подожди, Бача-бази. базар. Не, смотри, Дима, базар будет. Я сейчас тебе тоже проведу. Не, подождите, а мама, Не дочь, перебивайте. жена, бабушка? Ярмарка, да, это тоже гури.
Короче, будет базар, ярмарка, где ты будешь как бы покупать себе, там брать себе любой аватар. Там бабушкин, дедушкин, пацан, мальчик, безбородый, кого хочешь. И можешь разные формы, короче. Да, и в аватаре женщины, и мужика, и в аватаре этих жителей Пандоры, как их там звали. Короче, Нам бы здесь любой хорошо аватар. прожить. Я на твоем месте вообще не беспокоился. ЛГБТ их зовут, голубые. В твоем положении нужно думать о том, что будет в аду. Это именно то, что, если, конечно, Бог не захочет другого, то, что тебя по прогнозам ожидает. А мне пофигу, мне уже предписано. Но тем более, если пофигу, то в любом случае тебе нужно приготовиться. ты тоже можешь успокоиться, потому что тебе уже предписано. Как бы ты там не молился, как бы ты там голову не расшиб лбом своим. Да, пока рано ты грешник, твоя судьба Да, предписана. как бы ты что ни делал, короче, будет только так, как тебе предписано. Это, конечно, предписано и знание. Не из-за того, что написано. Так что расслабься, братан, расслабься. Братуха, это написано, исходя из абсолютного знания Бога. А не из-за того, что Бог написал, ты что-то следующее делаешь это. У тебя есть свобода выбора. Из-за того, что Бог заранее знает, это написали грамотные люди. Это написали грамотные люди. Мухаммад не Мне нравится вот эта его глупость. Еще раз, когда у него что-то не идет, начинает тарахтеть. Кто это сказал? Ротвейлер сказал, если, говорит, бедные узнают, что Бога нету, тогда нам всем богатым конец будет. Бога нет. Узнает. Ну, кто сказал вообще? Ротвейлер? Это коммунистическое. Да кто сказал, Бога нет? Ротвейлер, Я слышал, его голос похож на мой. Нет, я говорю там с иронией. Бог, конечно, есть. Бог. А можно спросить у верующих, кто говорит, Бог есть? Можно вопрос задать? Да. Он милостивый? Конечно. А почему он допускает вот все эти убийства в мире, то, что происходит? Это же с его позволения, да? Да, конечно. Он что, прикалывается там сидит? Я не понимаю, зачем этот цирк? Нет, для него, смотри, для него это не конец вообще. Он Смерть, спит, он хочет увидеть, во что ты гораст. Да. А зачем ему тогда молиться? Он хочет увидеть, что ты можешь, что ты умеешь. Вот сколько уже в Палестине война идет, 4 года, и мусульмане миллиардами молятся за них, за детей, то, что там Когда умирают. ты будешь готов, он тебя встретит, не переживай. Да. И вот зачем тогда молиться Богу, Аллаху, если он не отвечает? 4 Конечно, года он отвечает. Как отвечает он? Бомбами, что ли? Почему бомбами? А чем? Плюс 32. Что ты хочешь? Подожди, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы на земле появился рай? Это устройство мира. Для того, чтобы заработать рай, тебе нужно пройти вот этот участок испытания. Для Бога твоя смерть – это не конечный пункт. Он тебя воскресит. Если ты умер на добре, тебя ведет он в рай. Если ты был плохим, он ведет. Проблема. Я бы хотел... Люди, смотри, все люди смертны. Если кто-то не умирает от меча или от бомбы, он умирает от другого. Слушай, бом-бом-бом-бом. Да, я договорю. Согласно твоей идеологии, тебе уже заведомо предписан рай и ад. Предписано, это не значит, послушай, предписано не значит, что ты принудительно что-то делаешь. Что бы ты не делал, твои намазы, молитвы. Если Бог что-то предвидел, ты понимаешь, о чем тебе говорят, или у тебя мозгов вообще нету? Предвидит, это не значит, что он тебя принудил. Ты понимаешь это? Предвидел он это все и записал. Еще не раз. из-за того, что он еще раз повторяю тебе, что твоя извилина чуть-чуть там появилась, хотя в мозгах. Смотри, предвидит, как бы это я не дергался, я могу изменить предписанное?
предписано у тебя, я хочу понять, Я вообще изначально ты не дергаться должен, не смотри, могу. смотри, Только там смотри. могу дергаться только послушай. в то направление, которое мне предписано, понимаешь? Он Согласно твоей идеологии, согласно твоей, а не моей. глупый человек. Ну, ты слушать не умеешь просто. Вот твоя вина в том, что ты не слушаешь и не размышляешь. Если он, исходя из своих знаний о будущем, что-то записал, это не значит, что у тебя не было выбора. То есть он не причастен к процессам, да? Конечно, процесс, у тебя есть свобода выбора. Но Бог, исходя из своих абсолютных знаний, знает заранее, что ты сделаешь. Ты делаешь из-за того, что да, я договорю, пожалуйста. Ты делаешь независимо от него протекают процессы в мире. Да, у тебя есть свобода выбора. Если я сейчас пойду кого-то там салам алейкум, ну, значит, это, да, это бы твой не в его выбор. Власти. Это не по его приказу. Слушай, ты должен различать его приказания, его то, что он тебя принудил, и то, что он допускает. А, ты можешь мимо пройти, мимо он человека. Он тебя допустил, да. он допустил. Нет, блин, глупость. Это в его власти или не в его власти? Все в его власти, все в его власти. Но он тебе дает выбор, ты это понимаешь, или у тебя отсутствует мозг? У тебя мозг отсутствует выбор сделать добро или зло. У тебя есть вот этот выбор. Да, и ты вот, ограничен. Красавчик, да, красавчик базару нет. Предписан рай и ад. Предписан, он знает, исходя из своих знаний, его знания не из опыта. Нет, значит, все процессы, которые протекали вот по ходу твоего рая, он вообще не влияет на них, они сами, он тоже как бы, он отдельно и все процессы отдельно. Если, смотри, ты властен в своих действиях, но ты не можешь остановить ни дня, ни ночи, ты не можешь предотвратить ни смерть, ни жизнь, ты можешь выбрать, сделать доброе или плохое. Ты ничего, по сути, не меняешь. Ты не можешь у Бога ни убавить, ни добавить. Ты всего лишь можешь сделать что-то. Это ему не подконтрольно, да? Это ему подконтрольно. Ты в этой, смотри, в этом вакууме ты можешь сделать или доброе, или плохое. Вот твой единственный мой выбор ему не подконтролен, ты говоришь, он не понимает, что он несет. Контролен, ты ему подконтролен всегда, но он тебе дает вот это пространство, выбор. Да не подожди, больше. Перестань тарахтеть, пространство, понятно. Вот у меня я стою перед какими-то двумя кнопками, да, или две таблетки, да, синяя и красная. Да. Синяя и красная таблетка. То есть какую я выберу, Аллаху это неведомо, не подконтрольно. Но это ведомо ему, он тебе дает выбор. Вот сделать вот это, вот два выбора, да то, блин, что он тебе... Он как бы в этих процессах, они вообще отдельно от него параллельно протекают какие-то. Отдельно, что значит отдельно от него? Что значит отдельно от него? Что да, ты его хочется во всех физических законах, которые... Он не может их регулировать, контролировать, это вне его власти. Ты абсолютно деградант, ты конкретно. Ты выходишься по Богу. Сейчас спустишься, тапать. Не тебя нету другого. Тогда я тебе отвечу, ты перебиваешь. Подожди, еще раз объясняю. Я вот стою перед выбором. Зло выбрать или добро. Но у меня есть аят, в котором сказано: вы не захотите, если я не захочу. Ты что, вообще думаешь, что я обезьяна, что ли? Я же эти аяты знаю. Ты что, не понимаешь, что ли? Хорошо, ну и что? Если вы не захотите, если я не захочу. Против его воли ты ничего не сможешь. Это по его воле. Тогда ты, как бы ты не рыпался. Алло. Этот аят, наоборот, в подтверждение того, что ты... Тебя вот эти вот обузяны твои, братва, в халатах, вообще загрузила и овощи с тебя сделала. Ты не можешь перестань, дурачок, это независимо от белого или черного халата, если у тебя есть вот эта жидкость в башке, ты должен понимать, вы не захотите, если я не захочу, что ты не можешь против его воли что-то сделать. Это по его воле, не по его... Ты понимаешь или нет?
по его воле все происходит, не по его То приказу. есть то, что Он я тебя не выберу, принуждает. то, что я Да, выберу, по его он- воле. ему это не подконтрольно. то, По что я его выбираю. воле, дурачок, слушай, по его воле. Дебил, если это по его воле, значит он сам это и делает. Ты же Я тупой, надеюсь, не что мне понимаешь? тоже дадут слово хотя бы на пару минут. Нет, дайте ему иду пас. Кавказ. Действительно, тебя вообще зарядили, Ладно, да, и ты даже дай этот человек. ты не понимаешь, ты сейчас. Хорошо, дай этот умный. Смотри, ты сейчас сам говоришь по его воле. То есть получается, что он это всем руководит, и это его воля. Ты там ни хрена, понимаешь? Поэтому Ты и рыпайся. совершаешь грех по воле Божией, не против его воли. Но воля и принуждение, и его приказ – это разные вещи. То, что он любит и не любит. Но все, оба происходят по его дозволению, по его воле, не по его приказу, не по его призыву. Ты это не можешь, ты просто не можешь как бы разобраться в этом. Для тебя все это одна чепуха. Не проблема. Да, Посмотри, этот человек что-нибудь, может, тебе смотри, умное скажет, ты деградант полный. Вы не захотите, если я не захочу. Слышал? ты Конечно, конечно. Если он не захочет против его воли, твоя воля ничего не сможет. Вот что тебе говорят. Дебилок. Дебилок – это твой родотец, понял? Наверное, дурак. Смотри, я тебе об этом и говорю. Я ни хрена не захочу, если он не захочет. Хорошо, да, это ладно. Ты сам, тебя до того Да, вот да, оболванили, ты не можешь это Але, понять, какой ты понимаешь? глупый человек. Да, этот человек что-нибудь тебе скажет умное, его хотя послушать. Тебе изначально прописан рай и ад. Тебе вот это знаешь, знаешь, вот какая у нас здесь ситуация. Ты вот этот режиссер. Не просто даже режиссер, а по твоей идеологии ты полностью, что в камере происходит, сама эта камера, ее свойства, чтобы она вот так вот держалась, чтобы она снимала все физические процессы. Всего ты, понимаешь, режиссер, более того. Ты режиссер всего этого, ты... Да, все понятно. Да, ты снимаешь... Да. Ты снимаешь фильм, как режиссер, да. Все роли расставляешь, расстановку делаешь. Этот будет там, этот будет сям. Это твоя воля полностью. То есть ты... И вот этот вот актер, ты какой-то там, я не знаю... Робин это Гуд. не сценарий. Да, вот ты актер, ты ни хрена не захочешь, если режиссер твою роль вот так не расставляет полностью, этим не занимается. Слушай, человек не слушает. Потом ты полностью пошагово, вот по сценарию полностью тебе написан фильм. Понятно. Да. То есть он написал сценарий, и ты не можешь отклониться. Конечно. Ты что, можешь отклониться, что ли? Да, конечно, да, могу, да. Как? Да. От воли Божьей. Потому что это не сценарий, ты не понимаешь, что его знание это... Еще раз, вот пример тебе привожу. Сценарий тебе предписан. Все роли расставлены, фильм снят. Это не роль, это не сценарий, он не может этого понять. Теперь режиссер садится, просматривает фильм, прокручивает его и начинает говорить: ах, вот это вот падла, короче, видишь, он выбрал то, чтобы там маму с поезда скинуть. Сбрось маму с поезда, например, да, там. Тот сценарий, который сам режиссер ему прописывает, понимаешь? И так прям так и говорит: ты не захочешь, если я не захочу. Все понятно. Да, ты весь сценарий проигрываешь, потом он начинает возмущаться: ах ты, я тебя сейчас в аду. Режиссер Джеймс Кэмерон, да, который создал там какой-то «Аватар» или «Терминатор», он сидит и вот этого Арнольда, который является этим киборгом там, или он на него злой сидит: ах ты, Сару Коннор, чуть он их загасил, вот Кайл Рис, такой хороший парень, как он его мог, туда-сюда, сидишь, я тебя сейчас в ад, короче, полностью в огонек. Вот такая вот тут картинка, понимаешь ты? Это не реальный сценарий или то, что я как бы
представляю себе и так далее. Это именно из твоей идеологии, вот так все. И ты потом говоришь, ты, короче, это сделал или не сделал, ты виновен или не виновен. Ибрагим, мне вот интересно, вот верующим людям, да, я говорю, ну, вопрос чисто логический, если вы логику принимаете. Вот вы говорите, Аллах милостивый, милосердный, помогает, когда его просят, там, когда за месяц там одну ночь молишься, он обязательно твои молитвы примет, рассмотрит, короче. Я сколько молился, но, правда, он мои молитвы не принял. И вот у меня вопрос. Вот столько вот в Газе творится, да, именно мусульманские дети погибают под бомбами. В мире вообще по статистике, по данным ООН, 20 тысяч детей умирает от голода и от болезней. Детей, не грешных, они ни в чем не виноваты. Вот я задаю вопрос. Вот, неужели это по воле Бога? Почему он так смотрит и все это разрешает? Если он милостивый, милосердный, отвечает на молитвы, ну ладно, на христианские не отвечают, но на мусульманские отвечают, да, вы говорите. Ну почему он тогда молчит 4 года? Миллионы мусульман просят в мечетях. О, Аллах, помоги им, сделай этих... Просто он, видимо, ну, почему он молчит? В ответку молчит на 7 октября. Вот думает, 7 октября не надо было вот это делать, он, наверное, думает. Да, пошли там подряд по 4.24, начали там женщин есть кто-нибудь, что... всех подряд. Подожди, пожалуйста. Да, сейчас отвечаю, это я тоже хочу участие принять. Вот 7 октября взяли это, сделали, и там он тогда как бы, ну, говорит, давайте тогда в отместку. Потому что и раз этим можно, значит и этим можно. Вот так, наверное. Получается, еврейский Бог, да, прав получается? Еврейский Бог не включает? Подожди, еврейский Бог, что значит еврейский Бог? Еврейский Бог, то есть не контролирует ситуацию ни в Газе, ни в мире? Это претензии только к исламскому Богу? Ты какую глупость ты несешь? У меня лично нет претензий Аллаху, почему он не помогает. Там, походу, подожди, ты верующий, во что ты веришь вообще? Подожди, пожалуйста. Там идет разборка, короче, между иудейским и исламским. И получается так, что иудейский, он как этот мир устроен так, что у человека есть выбор сделать добро и зло. Человек, который невинно пострадал, будет вознагражден в раю. Это устройство мира. Человек изначально создан для того, чтобы он умер. Причина его смерти не может быть причиной того, что он попадет в ад или в рай. То есть независимо... Дети, послушай, да, я послушаю. Так устроен мир Богом. И для него, для человека это не конец. Для человека, верующего, это будет продолжение всего этого. Ну, это мы если не знаем, в конечном итоге, если человек, послушай, он будет воскрешен, если он, почему вы думаете, если он был вот как ты хорошим человеком, философы, как ты, какой философ вот это тебе священный? Философы, как ты, взяли, замутили вот эту идеологию. Каждый, да. Вот как ты приходил и на своем этапе еще бурду какую-то, как такая философия, это мультфильм Простоквашино смотрел, как этот дядя Федор, пацан, записывал там, письмо писал, родить, увидел там корову, эти вещи, короче, хавает. Побежал, потом Мурзик пришел, короче, от себя дописал, потом пес пришел от себя. И получилось вот то, что ты сейчас хочешь, потом меня здесь лапшу на уши повесить. Это воля, а это не воля, а воля это не воля, значит. Вот так, ты будешь в аду. Это не работает, понимаешь? Ой, какой ты. Ты вообще в школе хотя бы учился, Ибрагим. Ты несешь абсолютную чушь. Предвидит, если человек записывает свой сценарий, и предвидение Бога, исходя из абсолютных знаний, это не одно и то же. Ни у философа, ни у умных людей, ни по логике, вообще нету таких законов, которые сводят это в одну кучу, кроме твоей башки. Понимаешь, да это или нет? Божественные знания не исходят из практики, вот это не сценарий. Труболеты, которые тебя Какой загрузили, труболет, ты дурачок? Вот как раз таки они не учились, понимаешь? Не то, что не учились, а у них вообще даже там IQ... Ты чушь несешь.
Да, у них IQ вообще ниже плинтуса, понимаешь? И ты Причем тут с они? Мы про тебя. с более крутым, казалось бы, IQ, с тебя они тоже баронизировали, понимаешь? И ты сидишь сейчас, этот баронизм мне еще хочешь. Воля это воля, а воля не воля. Алло, 29-й. Оно так не работает. А как работает? А ну расскажи, как работает? Интересно, как работает? Если Божественно. ты предписал сценарий и говоришь, что никто не захочет, если я не захочу, то тогда получается, что ты просто как бы актер, который играет предписанную себе роль, и все, там с тебя нету спроса. Как бы ты ни кувыркался, ты все равно пойдешь по этому сценарию, который тебе записан. Да, это записано. Халас. Халас, да? Все. То есть, если Бог заранее знает, что произойдет, его знание не из практики, он заранее все это знает. Если он записал, Он то он тебя не становится... ванга. Ты я докажу. Тебе эти баранта сделала из тебя хуже баранты. Бог, он не ванга, понимаешь? Он не ванга. В твоей идеологии он не ванга и не Ты какой-то Нострадамус. дурачок, слушай. Да, он не Нострадамус, а он именно сам тот, кто этот сценарий пишет, понимаешь? Режиссер. Это не сценарий. Это у тебя Бог дает тебе выбор. Ты ограничен между этими двумя. Ты не можешь сойти с этой пьесы. Да ладно, Но у короче, тебя с тобой есть выбор, вообще сделать добро или зло. Ты намного круче со своим потенциалом, со своим мозгом, со своим... Ты вот этих баранов, представь, они тебя забаронизировали. А худуется того, сейчас сам себе ты сидишь и противоречишь, людей себя Ясон. смешишь. Давай лучше обратимся кому хочешь и спросим любому, не мусульманину, человек, который просто размышляет, любому философу и скажем, божественная воля и предписание Бога и сценарий человека. Ты хочешь сказать, что Бог не Это одно и участвует в то же. процессах? Тебе скажут, Не нет, конечно. участвует, Бог не участвует в процессах, то есть он не является автором всех процессов, происходящих в мире, а просто ванга, он предугадывает их. Вот так? Он тебе дает, ты понимаешь, что он тебе дает выбор, сделать это и это. Ты ограничен в этом. Ладно, короче. Я просто дебил. Пойди на досуге. Ты полный тигранат. Иди на досуге просто, подумай, блин, ты представь из себя, посмешище сделал. Ты явно... Бог не может быть одновременно и вангой, которая ни хрена в процессах не участвует. Ванга И это полностью автором, автором всех процессов не может он быть одновременно, понимаешь? Он либо автор всех процессов проистекающих, либо он не влияет на них и подвластен вот этой физике, то есть они отдельно от него протекают все процессы, и ты в том числе со своим выбором, а он просто сидит и вангует. Так, я сейчас примерно знаю, что сделает. Он сейчас подымет ногу, короче, и я не знаю. То есть заранее, если Бог знает результат всего и записывает это как будущее его знание, то он причастен к тому, что ты выбрал. Правильно это так же? Ибрагим, ванга выдуманная КГБшниками. Да, я знаю, блин. Ну, я потенциальная ванга, да, ну, берем, короче, за основу вангу, которая реально... Слушай, человек берет, черпает знания, он понимает вещи после того, как они происходят. Он не видит будущее. Бог видит будущее. Ты это знаешь или нет? Бог сам если говорит, он видит что... будущее твое... Блин, дебилё. Он говорит, Дебил, что ты не захочешь, если я не захочу. Ты против его... Ты не захочешь, если я не захочу, он говорит, понимаешь? Ты просто хочешь мне тоже как себе мозг сломать, чтобы я как ты овощ был, понимаешь? Я не собираюсь свой мозг гадить. Тебя оболванили вообще тут поголовые какие-то эти, да?
которые вообще ни хрена ничего Да, не да, да. знают, не добились, просто цыгане, ну, не хочу обижать там, да, имеется в виду вот такие там наперсточники какие-то, на большие не тянущие там, которые там собираются в стаи какие-то и мошенничеством занимаются, и ты как лох, да, там последний, он наперсточник себя, куртку, штаны до трусов тебя раздел, и ты стоишь, радуешься, давайте, вот это по кайфу, играйте тоже в эти наперстки. Есть человек, кто-нибудь, кто может с ним просто поговорить? Есть. Ибраим, а Тесла как там? Что-то давно не слышно его. Он живой, здоровый? Все нормально с Теслой, у него там коллеги. И он А как называется? У него научный, по-моему, да, канал был? Да, что-то я уже не помню, надо посмотреть. Это давно не слышно его, думал, как он. Ну, его угомонили его, видимо, родственники, сказали, давай, тормози, парень. Никто никто Да, его да, не это, бил. да. У него хорошие Просто. родственники, очень умные, образованные люди. Иди к нему на канал, зайди и увидишь. Просто у него, как и у тебя, вот эта еврейская тема. Поэтому она как бы, мне она неинтересна лично. Гобнюковая тема, которую, короче, я как оболваненный, который должен следовать. Я к евреям отношусь отлично, и они ко мне тоже, и к моему Не, народу. вот, в целом. обязательно говорить, какое у тебя отношение к евреям. Ты их боишься, что ли? Ты должен постоянно Нет, я определять. просто не собираю. Вот тебя оболванили, да? Что значит Облапошили полностью. боится? Да, Для чего он тебя должен облапошили, короче, зарядили и куда-то закидывают, фас на этого, фас на того. Мне это Зачем не интересно. бояться Я знаю, я на собственном личном опыте знаю, как на твой народ могут спустить собак, натравить всех. Я это четко знаю, поэтому я не дебилок, чтобы тем же самым И вот заниматься я в сегодня отношении, понял. заниматься тем же самым в отношении тех, кто такие же, как и я, понимаешь? Поэтому это полный самострел, тупняк. Потом еще хотеть, чтобы тебя кто-то понимал, а самому, короче, подсесть на вот эту вот тему, да, там, пропаганды, и гавкать куда-то ходить. Ибрагим, у нас на Кавказе, что у евреев, что у мусульман один костюм был. Красивый костюм. Сегодня платье одели. Да, к сожалению. Наши предки переворачиваются в гробу, то, что они видят сейчас. Если они видят, если как они говорят, что Бог есть, что есть душа, поднялась, и они все сверху нас видят. Нас травили просто, вот и все. Люди наживаются на это. Богатые богатеют, а бедные еще хуже падают. Так, к нам вот заходит известный богослов, шейх, его светлость, его наисветлейшая там, я не знаю, мудрость. Не надо. Он же патриарх, он же монах в синих штанах. Он же любимый, известный, короче, богослов. Вот это да, представляю. Маршал Думасаги, маршал Он же раб, он же шейх. Всех приветствую. Он один из самых лучших отпускающих грехи. Вот к нему надо исповедоваться всем. Не, вот я подумал, вот раз такой разговор там,
уединенный национализм. От этого ты не отмажешься. Ты, если евреев ненавидишь, там, израильтян, там, все, ты, значит, всю человечество ненавидишь. Это ненависть в твоей душе. А его видит Всевышний Создатель. По всем народам он по-разному, Всевышний Бог, если вот так, по понятиям по-русски. А по-чеченски Дейл всегда смотрит в сердце. Так что не надо кого-то там обвинять, уединять там по национальности. Вот эти евреи. Вся проблема, что взрослые, дети, болванят детей, и дети потом страдают, понимаешь? Когда ребенок рождается, он рождается, не знает ни А, ни Б. И какая-то падаль внушает ему: бей, еврея бей, такого бей, этого это враги. И этот бедный ребенок потом в юношестве погибает. Это нормально, это ненормально. Да, к чему это? Ибрahim, очевидно, инауца. Айт лёш варсо делать на дешма деширasi мичаду те богшдат энд каринасон. Из-за التقابون دوي военное объединение 57 сура 11 аят. Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. И Деша, Шварца, ему Деша, по воле Богу. Любое несчастье постигает только по воле Аллаха, сердце того, кто уверовал в Аллаха. Он наставляет на прямой путь, Аллах знает обо всякой вещи. Так, это Хаджирсо. А сура 76-30 аят. Но вы не пожелаете это, если не пожелает Аллах. Поистине Аллах знающий, мудрый. Акида Хаджирсо, сура Туннель Ошускот, 66 сура, 59 аят. Да. У него ключи сокровенному, и знает о них только он. Он знает то, что на суше и на море. Что и не падает лист без его ведома. Да. Когда до 9 сура, 51 аят. Скажи, нас постигнет только то, что предписал нам Аллах. Он наш покровитель. Да. Акинхо бусул хилчахо ислам халди что столб чуешь дойхаешь. Ак иман дойха ялх чудош, ялх столб чуешь. Ахун تعرن اتشحو تيش والله هم предопледение цейнецохо нагасан хотиеш والله. Акцо хоктаха орандаха и богцо. Его предупредил, должен верить в этом. Он все тебе это предписал. Да. Ол хавибари оли, тига хаямаяти. Аха, хайгара, хажал хацундешнешт, ауло ихкан. Ая, цаам придумать теше. Эчки потеревать теше, вахдо. Хажал ладо. Уха адуйцер дойсерен, айна. Адуйцер, хажал, вайда бог. Шаши нябелатсун бог. Адман. إما شاكرا وإما فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا شيء نقبل شيء или благодарный или неблагодарный от чего ограничено это Бог амел что аятах слово воля Бог ша машия Бог тун дозволение Бог не его приказ цо приказывать дяштати amma цо хулют шумду цо дозволит тум делумду иши выбор он цо إذا ديل أمتان خلشتو هرادو ديل أمت خلش عادش ديكنيك هر غونيك ديل أمت خلشتو نيتسو ديال أتون لأمت воля и его приказ – это разные вещи. Когда ты в этом разберешься, ты поймешь все аяты очень правильно. Если я не согрешил бы, он создал бы других творений. И закрыл. Он же не говорит так. Если я Он говорит. Значит, он меня ведет, по его воле это все происходит. Он предопределил. Если бы не грешили бы, я стер бы и посеял бы новых.
Это означает хундин без дал хубохуха Аллаху хубоха шадыхам, но ты этого не боишься. сделах куеш тагвас хун тахан диквер шуа дуа дай буа тай токум дуа эскер дуа Да, деши дуа В Швеции убежище, гражданство. и то ты не боишься его. И даются. Да, цакуер, вообще цакуер. Да, цакуер. Майя тебя пошляча. Когда ангелы будут забирать души у тех, кто створит несправедливость против самих себя, они спросят, в каком положении вы находились. Те им ответят, мы были слабы и притеснены на земле. И им скажут, а разве земля не была обширной, чтобы вы переселились? Их обителю станет гиена. Какое же скверное это пристанище. Видите, соотношение существующего дичи. Воля, приказ. Ты противоречишь, поэтому я противоречия, отверчу противоречия, отверчу определение, харц, амел. Ты сам понимаешь, что все тебе предписано, и рай, и ад. Изначально, сколько бы ты ни молился, сколько бы ты вверх ногами не ходил, если тебе предписан ад, то ты никогда не попадешь в рай. И также наоборот. Ты знаешь уже четко все, что тебе предписано, все. И при всем при этом там идет противоречие. Хорошо. Тебе говорит, да. Это делай, это не делай, тут вот так вот. Тут, если ты не покаешься, ты будешь грешником. Он потом пацана взяли, еще мелким убили, осуждаю, да, там по башке. И сказали, что если бы он вырос, он бы стал, короче, грешником, избил бы там, по-моему, родителей своих или еще кого-то. Понимаешь, мы побоялись, Бо, мы побоялись. Да. Точно, хорошо, да. Добрый день. Маша Тауман перескакивает. Хажа, хакхет мя. Воля Бога и его повеление, то есть его приказы. И одно тоже у тебя или нет? Приказы это друг... Подожди. Ты перестань, ты тебя услышал. Приказ это когда тебе предписано. Ну-ка, пошел, упал, отжался, сделал намаз. Вот тебе приказ. А его воля – это то, что он тебе полностью предписал. Понимаешь? Полностью. От А до Я. Потому что он четко в другом аяте говорит, что вы не захотите, если Аллах не захочет. То есть вся вот эта воля, все, что каждый атом, каждая молекула, все, что есть, оно полностью движется по его... Тут нечего да, спорить. Он задает слушай. тон. Тут, ажалы, тот, кто спрашивает про эти аяты, тебе надо выписать ключевые слова по воле Бога. Не захотите, если он не захочет. Да, и представь, тут противоречие. Да, я скажу. Тут говорят, что пацана взяли, загасили и говорят. Да, про пацана тоже можешь разобраться. Да, мы боялись, что он станет кефиром и будет сбивать. Да. Боялись. Да. Ты выписываешь вот эти слова. Воля Бога и его повеление. Это одно и то же. Идешь в толковый словарь, берешь там философское понятие, и смотришь, и находишь разницу. И буквально после того, как ты найдешь правильное определение этих слов, для тебя эти аяты станут ясными и не будут противоречить друг другу. А здесь перекричать друг друга невозможно. Это еще раз, тогда у тебя спрашиваю, еще раз. Дурачок тебе может закрыть микрофон. Когда ты совершаешь какое-то действие, оно не подвластно Аллаху. Так? Подвластно. Он тебе дает выбор. Алло, 29-й, смотри, ты берешь... Смотри, ты вот человечек, да, берешь и кидаешь кость. Ну, то есть, когда в нарды играешь, зарики кидаешь. И ты не знаешь, что у тебя там выпадет. Потому что ты вот как бы человек, создание, которое во всех процессах вокруг него протекает, ты не можешь на них влиять. То есть ты не можешь таким образом кинуть зарик, короче, чтобы он именно так упал.
Ты его кидаешь, он падает. Ага. То есть он тебе не подвластен. Ага, А понял. Аллах, ему это все подвластно, понимаешь? Да, Теперь а всё понятно. ты зарик, который в его Теперь руках, все да, ты зарик, который в его руках, он не кидает его, и там выпадет единица или ноль, как вот Хорошо. это. Есть, когда ты Да, кидаешь... он его кидает именно как он пожелает, и по своей воле, понимаешь? И тебя выпадает там именно то, что выпадает. Вот оно, что такое его воля, понимаешь? Либо он, как и ты, Теперь в все этом мире, понятно. да, либо он, как и ты, в этом мире, который от него не зависит, и он кидает зарик и не может его контролировать, не может выбрать, в зарике выпадет там 1 или 0. Понимаешь? Так что нужно определиться, либо он, как и ты в этих процессах мироздания, он как бы параллельно как бы эти все процессы от него не зависят, либо он четко это все контролирует, и он именно сам как бы определяет, не кидает зарик 1-0, да, вот ты его зарик, и ты можешь 1 и 0 выпасть, а он тебя именно... Да, именно он тебя или 1, Теперь, да, или 1, или 0 он тебя ставит, понимаешь? теперь все понятно, все. Да. Теперь все понятно. Хитр, хитр. Понятно. Воля и повеление Бога это одно и то же. Все. Да, но при всем при этом он потом себе же противоречит, говорит тебе, короче, что ты, да, что те, кто не будут там совершать, они будут вот такими, сякими. Потом же там же он говорит, что пацана, которого загасили, что мы боялись, он говорит. Представь, мы боялись, он говорит, что... Да, то есть он получается, да, он получается даже не Ванга. Ванга и то знает точно, а он боится, короче, что вот из него что-то не такой пацан получится. Мы боялись, поэтому мы его гасанули. И твой мозг ломается. Ты нормальный парень, кавказус, потенциал у тебя, там мозг был, ты мог бы его просветить логическим вещам, а ты взял этих говнюков, понаслушался в халатах, и сломал себе мозг, и еще ходишь, нам его ломать. А халат лечится такое. Тут дело не в халате, не в человеке. Вообще нет. Можно мешаться? Дело в том, что... Можно я тебе тоже объясню? Там Богу повелевание и второе. Это очень большие 2 дороги. Как говорится, я тебе повелеваю, сделай это или будь человеком и так далее. Понимаешь? Сура Фуссилат 11 аят. Потом он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему, придите принудительно или добровольно. Придете по доброй воле или против воли? Они сказали, мы придем по доброй воле. Воля в роли графтешитига? Да, по доброй воле. Это чем принудительно дало души считать. Это воля по ихней воле, да. Это изначально Аллах и воля есть, чтобы они пришли? Он Или повелевает, чтобы они пошли к нему. А можно Да, и у вот них сказать, нет спросить выбора его? ослушаться его. Если не прийти, нету. У нас есть выбор ослушаться, да? А у нас есть выбор ослушаться. Да, у нас есть, потому что Аллах говорит тебе в Коране, что мы человека наделили 2 путями. Имма шакира ва имма кафура. Или благодарным, или неблагодарным. Послушай, у тебя есть мозг для того, чтобы понять информацию, не а выборе, вот сейчас ты единственное существо, которое имеет выбор, это джин и человек. Другие существа не имеют выбора сделать, подчиниться или не подчиниться.
то по-любому Адалор Долшмадуш, у них Ямаяцер, Хамахацан, бесполезно. Программа уже, Смотри, программа уже включена, чтобы небо была и земля была. Слушай, чтобы они подчинились. Слушай, благодарны или неблагодарны Богу? Или благодарны, или неблагодарны. Ну, это, допустим, мацаляш вала беб клачу дыка тукенчур. Нага ахдейл дуаса туях нали ваха грузовик хай анаряшка вайла. Беб киецл ашлу дарон анаряшка вайла дук озводитину. И бахан докту. هوك دنيا نو دنيا قوالن والدالة дек бахнеш дулил ваштек. Выбор это за тобой. Или убить человека, или его простить. Понимаешь? Или же украсть, или же не красть. Или же плюс быть 32, добрым. плюс 32. Осуждаю все харамы. Осуждаю. Да. Астафируллах. И что он жду? Шариатчик, ТикТок, смотри нас, под шариатский суд не пустить. Нет, тут в ТикТоке конкретно шариат. Я уже что-то склоняюсь, что здесь вообще даже за малейшее, действие, хорошо, что тут там конечности еще нормально с этим. Так, по строгости, да, по строгости. Осуждаю, что плюс 32, осуждаю. Ну, для тебя Милу, он же не палач. Он просто свою правду говорит, человеческую. А ты должен быть спокоен. Или же не беспокоен. И дуасить себя как хочешь убей, хочешь не убей. Выбор Бога. Твой выбор, он следит за тобой. Хадайла за тобой следит. Аллах валах, дейла валах, кавег валах. Понимаешь? Все боги. Масит боги шмук. Ахтахан цак Аллах, выбрать вахар. Никто ахай цала выбори на ахин выбори, понимаешь? Вот ты Я не пойму, Бог Аллах и Бог коровы, которого он сейчас током ударил, Индии взяли, загасили трансформацию. Собри, Бог, это разные боги. Разные. Бог, разные боги. Да, раскоматаду Бог. Аллах Бог. Раскоматаду Бог. Аллахи Бог на арабском. Нет, Аллахи тоже разные. Аллахи, боги разные. Вот эта корова, которая током ударила, она тоже Аллах. Только она... Бог на арабском ухо. Смотри, еще раз. Вот эта корова, которую током ударила, индийская, вот недавно, пару дней назад, она же Аллах? Правильно? Нет, подожди. Бог на арабском это Аллах? Или это его имя? Просто если Бог это понятие, Бог творец. Вот все, если Бог это на арабском Аллах, то тогда индийского Аллаха током ударило вот недавно. Но это не Бог, это корова, дундук. Они потом это корова. Слушай, дундук, это корова. Да я понимаю. Ты ни хрена не понимаешь, ты просто дундук просто. Видишь, как я тебя подловил? Ты до этого говорил, где ты подловил? Ты не понимаешь, что ты несешь. Корова, послушай, ты говоришь корова, и потом корова, это же корова. И даже если чем-то твоего не назвал, это корова. Он-то тебе подожди.
Подожди, смотри, еще раз. Психмало Кавказ, смотри. Нохчимата на чеченском языке. Индийский делу бежин. Все понятно, да? Индия цер дела бежину. Все, теперь на русском языке с употреблением Бога только на арабском языке я применяю. Смотри. В Индии у этих людей Аллах это корова. Я правильно говорю? Да, и обезьяны тоже бывают у них. Да, кстати. У них Аллах обезьяна, Аллах тоже. Да, у христиан Аллах это, они говорят, что это Иисус. Бог это Иисус. Но он говорит, что вот эта корова, это не Бог. Вот этот камень, это не Бог. Лайфхак Бог это Творец. А воде. Да, в Хармату тоже этот лайфхак я подкину, чтобы вы либо вы определитесь, Аллах это Бог на арабском языке, или Аллах это именно его имя. И Аллах это Бог. Нельзя. Бог это один, единственный Бог. Тогда Аллах обезьяна. Обезьяна это обезьяна. Бог это Творец всего. Нет. Он не может быть творением и Творцом одновременно. У Индии, да блин, у индейцев Индии чтут. Подожди, у индейцев вернее, извиняюсь. У индийцев Индии чтут Бога как обезьяну. Как обезьяну. Понятно? И если я буду применять туда арабский термин, то я скажу, что в Индии чтут Аллаха обезьяну. Да. Правильно? Ибрахим, и они 1,5 миллиарда. Докажи, что это не так. Да, докажи, что не Аллах. Докажи, что это не их Аллах. Да. 1,5 миллиарда, пойди докажи. Умного, что вы не говорите, хороший, глупый. Пожалуйста, да, когда отрицает, что это Бог, это творение. Пожалуйста, дуа, освободим, вот оно. Разница между творец и творение, это разные вещи. Это не одно и то же. Когда ты можешь камни, слушай, когда-то люди называли камни, это Бог, это такой А Бог. мы здесь, мы не об этом говорим. Творение, Он намного экборс, он же мы тебе не об творении говорим. У индейцев Ты говоришь, у индейцев это корова. Бог. Они его называют Богом, но это не Бог по факту. Ну, Они понятно, ну смотри, как ты назовешь. Тебе нужно это выяснить? Я тебе лучше пример. Я тебе объясняю, я говорю, что в Индии Бог, в Индии Бог это корова. Да, у индийцев Бог это корова. Теперь я применяю тот же самый, только арабский термин. В Индии Аллах это корова. Ты что, не понимаешь? كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Иса пайғамбар из Аллаху әлчар кесналдин Бог. То есть царь Аллаху. Они же не говорят, он тебе никогда не скажет, что Иисус это Аллах. Он скажет, Иисус это Бог. Но арбочу Аллах это есть Иисус царь. И әлчар кес. Ладуа, дүйцін, валла, собардия. Аллах Бог, один единственный Бог, Аллах Иса, единобожник, человек. А эти называют что-то другим, как корова или чем угодно. Ну, царя делу отцу. Но они не говорят, что это единственный Бог, потому что они говорят, что они многобожники. Они допускают существование других богов. А Аллах отцу, христиане говорили, то есть, что Аллах, это, то есть, как единственный Бог, это и есть Иисус. То есть нету других богов, но Иисус это и есть Бог. Тунде, что тебе говорит? Иисус говорит, Майда сура. Аллах. У христианский Аллах. У христиан Иисус Сын Божий. Христианский Аллах. Разные, ишталиш, троица. Христианский Бог его Аллах. Тимур хромой, Тимирла, мы чего, 300 лет
полностью российская великая держава, держатель, христианш, православнуш, кеберш, дон, тора, таберш, будет тора, это сунниты, шииты. Вот они и разделились, понимаешь? В то время Чего они понимаешь? разделились. Чего понимаешь? Чего понимаешь? عن دين شوحة لا شوحة شوي عن ميكروفوني عن دين شوح 72 раз он делится дальше сунниты, шииты там и так далее, хуиты, муиты там. Плюс 32. Игуду, при чем ты? Видите, Игуду, связью ты нажал, что Бог. 72 потоков у тебя в одном исламе. Ну и что? При чем тут это? Вы говорите Привет, мяу. про определение Бога. Вот у христиан Бог, он один у них. Эти, они говорят, что один или триединый. Ну, один. Добрый вечер всем. И поэтому, Ладуа, он вот этот Добрый, дурачок приветствую. говорит, что если как бы в Индии Вот они поэтому называют... мы хотели бы узнать твой поток. Поток, до Аллаха у тебя же есть свой поток в исламе. 72 потоков Поток в у исламе. меня нету, я не знаю таких потоков. Какой у тебя поток? Течение поток. Течение. Водопадов. Привет. Поток. Потоков, Течка, конкретная течка. Поток Богу дует тоже. 72, это неправда. Понятно. 72, там нету, там где-то 750. Прошу прощения, здесь просто прозвучало, что Аллах это Иисус. Ничего подобного, потому что если бы... Не, вы не правы. Если Христианский бы, Аллах это Иисус. даже близко не называйте его Аллахом, потому что это идет Никто его не называет, с тем, не знаю. Не, просто идет прямая ассоциация с тем, Нет, мы привели пример, что в Коране сказано, послушай, сначала пойми, что говорят. В Коране сказано, что те, которые говорят, что Иисус, Он и есть Аллах, они стали неверными. Это я привел пример тому, что человек говорил, в Индии корову называют Богом, так они, если Аллах это понятие как Бог, то значит у них допустимо сказать, что если перевести это на арабском, они называют корову Аллахом. Он так говорит. Я в ответ ему говорю, что христиане, как единобожники, говорили, что Иисус от Аллах, ввиду того, что они не допускали существования других богов, что один Бог, и это есть Иисус. А в Индии у них многобожество, у них допускается много богов, у них нету понятия, как один Бог. У них много. У них, подожди, вот что я ему объяснял. У них много Аллахов, говори как есть. Но индийцы есть, индейки есть, индусы есть. У них тоже много там, тоже самое, 67 потоков. Да, индейки, которые... Аллах вообще. Да, ты прав, у индусов миллионы богов. Да, у них много богов, поэтому у них понятие Аллах не может быть, если буквально перевести на арабский, потому что слово Аллах обозначает как один единственный Бог. Понимаешь ты? И вот что я ему пытался объяснить. Подожди, Ахбар, в Индии индюки, я не пойму, или индейки? Индейки, вот индийцы, индусы. Индейцы. Да, индийцы, там индейцы их жены, индийцы. Индейцы в Америке, индусы в Индии. В Индии, вот индусы. Индейки? Это уже индейки. Акборс, как у тебя дела? Ибрагим, как у вас дела? Все прошло? Нормально. Что это эхо? У кого это фонит? У меня, наверное. Сейчас нормально. Ну хорошо. Как у тебя там? Успеваемость? Отлично. Здоровье.
Дай Отлично Бог, дай все. Бог. Отлично все. Так все было хорошо. Зашла с вами поздороваться, узнать, как у вас дела. Нормально. Обнимаю Вот до хотим понять, кто такие индейки, кто такие Ну смотри, индейцы. Ибрагим, мой народ вообще произошел от индейцев. Ты же помнишь, что я эскимоска, если не Да, помнишь, да, да. напомню. Да. Вот, мой народ произошел Ну, оттуда. это как бы не в обиду, что мы тут прикалываемся. Да не, все нормально, я же с чувством юмора, все хорошо у меня. Я не обижаюсь. Вот это индусы заблудились. У нас вот тоже много индейцев есть. Индейцев, Ибрагим, а что ты имеешь в виду? Индусов же Есть. только вот завезли в Москву или в Россию. Как ты успела еще родиться? Не, у нас даже индийский поселок есть. Вот даже индийский поселок есть. Нет, подождите, индейцы Всех и их- индусы. Это разные Нет, нации. у нас есть, подождите, у нас есть индейцы тоже. По ДНК. Ну вот, видишь, мы где-то близко к друг другу. Но По очень ДНК далеко не от могут друг быть друга. народности. Есть. Нет, ДНК показывает имеется- прародителя просто. Да, Народность не имеется в виду показывает общие, еще раз, имеется в виду общие предки с индейцами есть. Да. У нас Общие тоже, у меня предки всех тоже людей есть. есть. Мой народ где-то с чеченцами, дальние родственники очень. Так что Что за у нас эхо? тоже вот Нет, шаманы, нет, вот Кавказус тоже у нас слегка шаманит. Да? Откуда ты взял, что я шаманю? Да, ты что, скрытно. Даже ты не поймешь. Давай. А как вам такая мысль, что народу принадлежат именно не столько по крови, сколько по мировоззрению, по отношению к культуре, к языкам, к ценностям. То есть, если люди там живут этой культурой, используют этот язык, у них такие же ценности, то, в принципе, они принадлежат этому народу, независимо от того, какой крови они, белые, черные или какой-то другой цвет кожи. У нас это самое, у нас апачи есть. О, слушайте, надо почитать. Интересно, про них. Ибрагим, вот он какое происхождение имеет? Очень интересно. Взять по его Он ДНК и чеченец. проверить. У меня есть ДНК, мы Да? открыто И что у доступны. тебя там показывает? Ну, я не хочу, потому что тут я общественный такой человек, и здесь пропагандировать свою какую-то ДНК. Ты можешь зайти, а там он в этом проект там есть. И посмотреть. Там, туда-сюда. Да, там посмотреть можешь. Хорошо. Да там намешано стольких народов, потому что переселения были туда-сюда, людей гоняли вольно и невольно, и обстоятельства жизни, и правители переселяли, что только не было, поэтому там перемешаны все фактически. Ну, то есть остались признаки внешние, может, и есть, что принадлежит, например, к такому народу или к такой... Но это ничего не значит, когда мы берем по крови. То есть кровь перемешана. И это, кстати, неплохо, потому что это же, вы же понимаете, что близкородственные связи, они только уменьшают и срок жизни, и IQ, и здоровье меньше становится. Так что... Ну смотри, вот подумай сам. На Земле есть много стран, да? И во всех странах есть свои национальности, свои традиции, свои эти, все добро, никто никого не крадет, не убивает там и так далее. Мирно живет весь мир. А звери, есть львы, есть тигры, пантеры и так далее, птицы даже есть, орлы, соколы и так далее. Есть в воде рыбы, акулы, ну, мирные рыбки,
которые нам можно есть и так далее. Понимаешь? И киты там и так далее. А теперь определи, кто ты такой. Ты человек. И тот же папуас тоже такой же человек. Та же голова, те же руки, ноги. Он бегает только в лесу, в Африке, в каком-то, да, в племени. А мы то же самое. А почему ты сегодня изгоняешь его? Ты что, себя не чувствуешь виноватым, перед Богом? Ты перед Богом себя виноватым. Не чувствую, нет, не чувствую, потому что написано, что Бог дал времена и территорию для обитания. То есть это Он установил пределы, где люди ты живут. ответишь перед Богом. Хорошо. Да, мало когда того, ты Он перед специально Богом разделил языки лично для того, чтобы ответишь. люди не смешивались, чтобы грех не распространялся так, как он распространялся до потопа. Дело не смешивается. Там это не смешивается. Он волкодав. Да, Так, и друзья, этого, у нас эфир Алабая. слетел или как? Сюда Всё хорошо, высвечивается всё у нас. Там на первой странице имеется в виду, когда в ленте листаешь, эфир высвечивается или как? Ну, я сейчас не знаю, если не Да вообще, подпишут Ибрагим, там. у меня высветился эфир твой с Акборзом, потому что я на Акборза была подписана, а на тебя почему-то нет. Это, не знаю, ТикТок отписал, что ли, от тебя, от меня. Я подписана была. Нет, наверное, отписалась. Я видел в ленте. Умышленно отписалась. Неумышленно я не Ленте. отписывалась ни от кого. Может быть, нечаянно отписалась, но неумышленно нет. Ладно, Ну, так, понятно, кто-то писал, кто-то мне вот в личку здесь писал, что сюда зайти, как бы, там в ленте, типа, не высвечивается. То есть, вот у кого я в друзьях, я, например, Дима, кто здесь, вот, Мяу и так далее, вы как бы видны там, да, это понятно, Да, за вами виден можно твой пройти. эфир. А вот оттуда, из ленты, как бы, вроде никакого ограничения, ни этого. Так, подарки, Нет никакого модарки. ограничения, Ибрагим. Подарки Сразу видно, когда ты листаешь. Когда высвечивают? листаешь, ты выявляешься, показывает. Не знаю тогда, что это. Даже Диана. Ну, все, они все, кто в Вот, эфире, видишь, они в нормально ленте у меня подарки высвечиваются дарятся. моментально. Все, спасибо за розу, посуньте. Давайте я вам Посунь, включу все посунь, дорогой. Да, у нас все посунь. Давайте я вам включу. Я тебе сейчас тоже вышлю один подарок. Смотри, Подожди. Ой, включаю. спасибо слушаю. за розочку, Вячеслав. Слушаем в России вот с 1 сентября. Очень удивляют комментарии некоторых людей под постом, где говорится о том, что с 1 сентября в школах будет арабский язык. И понеслась, зачем арабский язык и так далее. У меня возникает вопрос, почему вы не реагируете на то, что мы в школе изучали немецкий язык, английский язык и так далее? Почему такое отношение к арабскому языку? Арабский язык – это еще один язык, на котором говорят люди. Все. И причем очень красивый язык. Так, это у кого фонит? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилля раббил аламин ар-рахманир-рахим. Малики ямиддин. Ияка набуду, ияка настаин. Ихтина сиратуль мустақим. Сиратуль лидейна нам. Жюри слушаем, правильно читаю? Аминь. Правда же красиво? Все. Кто следующий будет шахаду произносить? Ну вот как раз А подготавливают к исламизации населения. То есть язык не просто так вводят. Ввели бы китайский язык, потому что там торговля вся и так далее. Скоро Нет в арабский. России будет полный халифат. Правильно. Так Девочка как они хотели. Это делает вид, что это все нормально. Ничего нормального там нету. Надо понимать, у кого какие последствия от того или другого ФСБ, действия ГРУ, будут.
ФСБ, ГРУ, КГБ, Короче, там НКВД, они получилось так, начали что не рой яму другому, типа, сам туда попадешь. Вот взяли, рыли, и в итоге Сам себе шариат полностью. Ибрагим, а ты видел, Акборс, ты видел, там один этот чеченец, Гюзар, по-моему, у него ник, он выставил ваши фотки у себя там в ленте, по-моему. Видели вы? Чьи Да, я фотки видел. какие? Ибрагим, твою Тип- фотку тоже. Типа есть там, наверное, карикатуры, да? Да, ну нет, там именно фотография. Твоя и то Акборса с Аминой. Ну, это Акборс с с Аминой Аминой? было. Да. Да, он убрал его. Я его попросил, он убрал. А чё с Аминой, чё за... Имеется в виду во время эфира, да? Скриншот? Нет, там была фотка именно Акборса с Аминой. Ну типа на AI, короче, как-то. Там меня тоже разные эту ерунду. Да. Карикатуры. Да, пускай побалуются. Пофигу. Ну, это искусственное, как говорится, вот это. Да, если кому-то там от этого будет прикольно, ну, я даже рад, пускай балуются. Да. Амина, конечно, Амину я- красивая женщина. Очень. Я ее в лицо даже не видел, реально не видел, да. Если это она, конечно. Вот тут звучало, что как все это? народы там, ну, как бы стараются жить мирно и так далее, там сосуществовать друг с другом. Но вы не учитываете такой момент, как грех. То есть и всегда найдется человек, который хочет больше власти, больше денег, который пойдет на всякую это понятно, подлость, это- пакость, манипуляцию для того, чтобы добиться своего, поссорить Это народы. выбор. Есть принцип «разделяй и властвуй», да, все слышали про такой. Поэтому, ну вот просто договориться, что будем все мирно жить, оно не работает. так. Братан, Вячеслав, у тебя я, есть допустим, Куда не верю ни в какие... наш епископ выскочил, я не пойму, куда он делся? Это Вячеслав, вот я, допустим, не верю ни в какие грехи, потому что я вообще атеист. Я не верю в Бога. Хорошо. Я ему объясню вот сейчас, ну, коротко. У тебя есть приказ. Конституция твоей страны. Все, это твой приказ. Подожди, Акборс, Мяу, ты атеистка или агностик? Я атеист, да. Я не верю То в есть Бога. Не, смотри, атеист это отрицание Бога. Да, я его отрицаю. Окей, Полностью. понятно. Окей. Поэтому для меня не существует никаких грехов. Да? А Ну, как ты молодец. тогда объясняешь себе, откуда Нет, столько зла в мире? грехов в исламе тоже не существует, если логично разобраться, потому что Бог, который предписал всем рай, ну не то что рай и ад, а вообще все в этом мире, да, любое вот наше действие, мы не захотим, если Бог не захотит. Такой аят прям прописан. Вячеслав, То есть что вы говорили еще раз? Получается, что все действия, они прописаны Богом, и рай и ад, они получаются, что не логичны вообще. Ну Потому да. что ты тут при чем, если тебе все прописали, ты просто по сценарию движешься. Просто отрицание Бога, скажем так, это очень деструктивное мировоззрение. Почему? Объясняю. Потому что, когда человек смотрит на этот мир, ну, он видит же не слепой, что очень много зла, да? Да. Мало того, он видит, что те, которые поступают хуже, они живут лучше. Думаю, это я не открыл Америку этим, да? Не открыл, это правда. Это точно. Да, а значит, раз у вас нет основания, скажем так, для, скажем так, морали, чтобы устоять, все зависит только от обстоятельств, в которых вы находитесь. Сегодня вы добрая, милая, красивая, завтра обстоятельства изменятся, и, скажу крайний, да, там детей начнете есть.
Понимаете, в чем проблема? Ага. Ну подожди, это инстинкт, вот смотри, это инстинкт самосохранения. В любом человеке есть. А ты сегодня, тебя это самое определили в эту экспедицию и тебя выслали в Африку. Изучи этих людей, племеней, да, которые там с копьями ходят, там. Пигмеев. Да. Ну и да, племеней, да, например, и пигмеев. Ребята, Вот давайте смотри, есть Потапа одна чуть-чуть. племя, одна племя, которая есть людей, а другая племя не есть людей. А ты сюда Одно приехал племя, со своей... одно. Да, одно. И ты приехал со своей экспедицией, 7 человек, и они вас съели. И ваши черепа, вон, и ваши видеокамеры, и Плюс флешки 32, только... плюс 32, плюс 32. Осуждаем. Плюс 32 осуждаем. Так, Борс. Никакие Ну, А это черепашки. что за код такой плюс 32? Я не слышал, первый раз слышу. Ты с чем пришел? Твоя экспедиция. То же самое, твоя экспедиция также перед Богом в жизни. Осуждаем, Понял? осуждаем Не надо всех, кто эти черепашек ниндзя, не надо, короче, черепаничать. Да, для них, да, осуждаем. Ну, твоя цель жизни, твоя экспедиция жизни перед Богом. Раз так ты один раз родился и один раз умрешь, пускай 120 лет ты проживешь, все равно ты смертный человек, да? Все, тебя похоронят, ну, или пропадешь, или в океане, не знаю, где, может, тебя там... Извини, сожгут очень там. длинная Это речь, я не твой понял, в чем суть проблемы. Вячеслав, ну это Борс, у него так, он всегда так Да, разговаривает. у нас такой мыслитель, философ. и у него Мыслитель, да. как бы, да, мысли иногда опереждают, скажем так, время даже, я сказал. Да, я масштабно, да, всегда я говорю. Поэтому меня многие не понимают. Да, через лет 100 Я поймут. стараюсь. А теперь повтори то же самое, только одним предложением. Что ты хотел, на что обратить внимание? Да, мы поняли на что. На то, что если тебе предписано быть человеком, который приедет в Африку и будет носиться там с копьями, то значит ты будешь таким. Вот в чем его мысль, наверное, была. Мгм. Вот, а если ты с добром к ним пришел или со злом, например, да, вот, чтобы бананы там вырвать или кокосы у них, они тебе не позволят. Они тебе не позволят этого. Но восприятие добра и зла, это будет от них исходить, что они считают, а не что ты считаешь добром или злом, правильно? Не совсем так, он имел в виду. Но они же будут поступать по своему понятию добра и зла с тобой, а не как ты себе представляешь. Ну, тоже Я пришел с верно. добром, а для них это зло. Ну, допустим, они к тебе, экспедиция приехала, и они у тебя вырывают твой сад, который ты целое лето и осень выращал. Яблоки, там, груши, там, айву, там, капусту, морковку, все вырывают. Что ты сделаешь? Ну, есть понятие цивилизации, да? И то есть, как цивилизованный человек, который живет в государстве, я попрошу государство разобраться, в чем проблема. Может, ну, скажем так, они имеют на это право, а если нет, то Вот. чтобы меня У защитили тебя от этого есть действия. защита. Хорошо, у тебя есть защита законная, да, вот полиция, милиция, там, НКВД, там, КГБ, уголовный розыск и так далее, ФСБ. Но половина названного звучит не как помощь, а как угроза. Ну, это у него юмор такой, Вячеслав. Вы просто плохо знаете этого человека. Это у него Ну, юмор я такой. тоже же, скажем так, не все принимаю серьезно. Да, не стоит воспринимать серьезно некоторые вещи. Ну да, я как-то мультяшно это все высказываю, конечно. Ну все, ладно, чтобы там без агрессии было все, чтобы мы друг друга уважали, ценили перед Богом только.
Только перевод. Если твоя душа стоит Бога, И смотри, после друг смерти, дорогой, дай Бог, царство ты небесного, исповедуешь понимаешь? Я мусульманство, тебе правильно? пожелаю царства. Я за Нет, нет, тебя нет, одну... нет. Вячеслав, я за тебя одну рюмку, потому царство небесное, и все. Плюс 32. Вот это сильно сказал, рюмку поднял. Подожди, это какая по счету? 10-е, мне кажется. Акбор, сколько уже? Не, 10? 10-е, это уже там вообще 10-й сон. Я могу ресторан заказать на 4 часа, на 5 часов, на сколько угодно. Я выплачу. За Акбор, 20, за а ты не 30 на человек. дискотеке разве? Я думала, ты уже на дискотеке где-то тусишь. Не, я уже все. О, Black Rock, Иногда Лучше, Бор, с такими деньгами одному ребенку больному помочь, чем 5 часов кутить в ресторане. Ну, это чисто мое мнение, ты можешь не соглашаться. Поприветствуйте, друзья, поприветствуйте. У нас в эфире Рамзан Ахматович. Рамзан Ахматович. Это я, Рамзан Ахматович, Ассаламу алейкум, братишки. Добрый вечер, Black Rock. Худесно. Не, сабля, до пармо, сиси бот дичина, арно косераш. Короче, сам дичи вас. А видела четко, четко. Не, вчера был, короче, такая дискуссия, короче. Рамзан. Не, я про Амали сейчас я вам приговорю, подожди, сейчас, чуть-чуть подожди. Я вчера хотел... У вас какая рюмка по счету, Рамзан? Не, у меня это 5-я рюмка. Я, в общем... Не, Black Rock, ты лукавишь. Там уже, Это наверное, халяльная 5-я? Ну, конечно, это халал, о май гад. С какой по счету начинается харам? Вай, мама, лучше, чем вчера. Езжу, да, отвечай, базар. Али, вчера делал даст. Сегодня вокруг меня все актеры были, французские актеры, как, ну, Д'Артаньян, 3 мушкетера. Я такое снимаю в игру. Как будто я там режиссер был. Депардье был там, Депардье? Не, у меня рядом, знаешь, вот там 50 метров рядом у меня 2 кафе. Ну, там... Подожди, это где, во сне или как? Я не понял. Реально, но чё во сне? Я же, если я во сне был бы, я с тобой не разговаривал бы. У Рамзана спросили, откуда... Ибрагим, у Рамзана спросили, откуда у тебя деньги столько? Он говорит, Аллах дал, а Путин, говорит, покраснел. Да, вот Рамзан Ахматович, откуда деньги? Откуда бабки, да. Не, Аллах дает, это бин. Ну, у вас что, не спросил? Да, это зин, это, ну, бензин, это Аллах дает, это под землей, а вот через него, это Путлер мой, заместитель, я отвечаю, Путан, я клянусь Аллахом, я могу тебе доказать такое, почему ты не веришь, когда вот город грязный процветает, он ошибся. Я сам главнокомандующий, президент Верховного Совета. Какой? Чем командующий? Главнокомандующий, президент Путлер. Я пехотинец. Я отвечаю, я его пехотинец. Верховный главнокомандующий. Ибрагим, он недавно, знаешь, что сказал? Он недавно сказал, в Коране написано, то, что Россия, типа, за то, что защищает, типа, Чечню, он за это должен, как бы, за Россию воевать, как бы, Чечня должна за Россию воевать. Я никогда воевать не буду, короче, пускай за меня, пускай все Украину. Это их джихад, подожди, я им плачу, это не мой джихад. Мой сын там, Дубай, Будай там отдыхает, мне нельзя воевать. У Рамзана Ахматовича есть в Дубае вилла, я знаю, насколько. Но я не трус, но я боюсь, я воевать вообще не хочу, вы перепутали,
Это наши деньги, которые любят. Они Украины едут, там джихад делают, иншаллах, машаллах, там... Не, подожди, Ибрahim, дай мне один слово. Ибрahim, дай мне один слово. Вчера ты меня выгнал. Я, Потому в что общем... ты пьяный, наверное, был. Не, был. Ибрагим, правда, ты зачем его выгнал? Не, я хотел ему сказать. Ты знаешь, что такое слова беженный? были, у тебя Не, слова не, были Ибрahim, уже... Ты хорош. Вчера сколько рюмок было? Ибрahim, Тебе вот эта мудрая предупреждения женщина, были, вот послушай поэтому- ее. Это умная женщина, вот посмотри. А я сказал, ты знаешь, что такое корова, а ты знаешь еще лошадь. Я хотел тебе вопрос задать. Зачем ты обсуждаешь то, что было вчера? BlackRock, забудь уже Не, про вчера. это Вчера не, уже это прошло. нет, Да, то, что сегодня он уже выгнал новая меня, не стопка. умница. Не, у Да, коровы, уже новая бутылка. у коровы есть один паж. Откуда столько здоровья? Вот мне интересно. BlackRock, вот скажи, откуда столько Не, здоровья? не у тебя? матерись, плюс 32. Не, подожди, Ибрahim. Я Ибрahиму Пармот меня выгнал. Вы обсуждаете, я ночью зашел, короче, они там смеются над мной, не как вы меня. Они наслаждаются. Представь себе, я такое слово. Ты знаешь, что такое корова, что такое лошадь? Почему вот, Ибрahim, на ночи я и буду, чтобы тебе неприятно было, Ибрahim тебе переводит. Почему у коровы один паж, Так. а у лошади А с другой какого паж? на какой переводить? Не, хотя война беженделла, а война горела, беженшила, горшила. Бежний паж, киник мабу, гор паж, киник хунду. Почему они у гор лошади квадратные, там, короче, папа, Не, даже он не может это Ты ветеринар, Рамзан Ахмат? Ты ветеринаром? Делда, ты даже это не можешь отвечать. Тебе знаешь еще до меня. Зачем, Ну, зачем ты хочешь людям неприятно делать? Зачем ты? Пажи, коши, разные Да цветы, он войны. шутит, не надо Шалом, да я его знаю, что шутит, он прикалывается. Вот такой Кош, ну, паж был. Так, Разве Не, у тебя Шалом не был, видел? Ибрahim, у тебя не был корова, у вас в доме не был, как у нас дома. Короче, вот, У нас корова был, у нас баран был. Ибрагим, мне кажется, BlackRock надо отдыхать идти уже. Вот видишь, вы правда не любите, вот видите, вот всего лишь вы можете. вот это. Даула, короче, Даула, Делда, Даула. Cosa dessa? Делда, вы Cosa dessa? Делда, вы Пол, бежный, бехала, ху. Подождите, у меня интернет слетел. На секундочку. Рамзан Ахматович, вы это самое, кем там работать устроились? Вы изучаете экскременты крупнорогатого скота? у меня фирма деловой Или вы бездельник. ветеринар, вы в ПУЖХ Я работаете? деловой Какого? бездельник, отвечаю тебе. О май гад, бля, Сатан, орать, ой, я просто, да? Плюс 32. Не материтесь, Рамзан. Вадел, ты знаешь, как меня любят французы? Клянусь, я сегодня вышел на улицу, бары, там, пиво пью, короче, да, вокруг меня французы окружили, короче, да, они видят, что, в общем-то, там им негры неинтересно, короче. Подождите, Рамзан Ахматович, вы знаете, что в общественном месте нельзя распивать вот эти опьяняющие напитки? Ну, у нас в баре можно все. Ты что говоришь? Нет, в баре можно, но вот в общественном, на улицах вот так вот они могут вас... Мне был деньги, я вышел, короче, я пиво там просто
просто, ну, у нас здесь фестиваль. По шариату могут 40 палок. Не, это шариат мы давно уничтожили, короче, да. Шариат, это нам не касается, я же твой шариат ненавижу, знаешь. Так вот, дело в том, что, вот- понимаете, мне пишут в личку, что Ибрагим и все вот тут присутствующие, что вы не чеченцы, и я не понимаю, как вера может претендовать на то, что менять идентичность человека. То, что я вот, у меня же тоже там, сейчас у меня эскимосы верят в христианство, они все приняли его, а до этого тоже были язычники. Нет, Что, вы из-за того, что я не должны верю в Бога, мне это принять меняет того, ислам. что я эскимоска, что ли? Я твой Вы вонючий должны- религии, в общем, ненавижу, знаешь. Я могу Плюс жить без 32, твоей- плюс 32. чё Я вы могу меня жить пугаете? твой без религии, знаешь, мне это не касается твой Так, это исламский. Вот Да при чем здесь? Она не моя вообще, Black Rock. Твой вонючий Она не моя. религии, знаешь, мне не надо посредника, короче. это Тут у нас вонючий есть просто свежий гость, Black Sword, Black Sabrina, просто ويستخلي تعجن شوي عنده Так, пастуху Он давно даже сидит, слова не пришел. дали. Маршал, пастух. привет. Шалом, шалом. всем. Маршал. Шалом, всем шалом. Ну да, тот аккаунт опять, что ли, уже? давно? Не, я так решил с этого всего зайти. Как бы, да. Затем бегать, постоянно забегает разные там черти. Нормально. Вот как раз мы ты как знаешь, раз об когда этом- я сказал, я из Иерусалима, когда... О навозе говорили Они как меня раз. Вот так пастух. уважали, короче. Ну, они думали, по-моему... Black Rock, Рамзан Ахматович как раз интересовался разновидностью навоза. Во, умник ты, Хорошо. клянусь. Хорошо. Ибрам, ты вообще молодец сегодня. Вот тема хорошая. у тебя. Так, хорошо, навоз твой. Голуби как что делают? Ну, Что за навоз? Как он совсем называется? другое. Подожди, братишка. Голуби тоже навозом начали вот. ходить или что? Вот то же самое, как курицы, куры, да, вот это. Не дай бог, чтобы голуби Птица там есть птица. навоз кидали. Ага. Хорошо, что А между корова не прочим, летает. это О, дефицит. Ибрам, ты знаешь, хорошо, что корова не летает. Я в парке был. Не, я ну, уже чуть, короче, Когда- не испугал. Да. Когда идет человек, вот я несколько раз видел, как на него, на плечо, на голову ворона там или голубь пролетал, он топ-топ-топ-топ его обсырал. Ахбор, ты знаешь, Это вчера значит- вчера я вот сейчас сюда зашел, эта тема начал. Вот они Я вообще полностью слышал меня тебя вчера. не хочет меня слушать. Я тебя вот эту ночь полностью зашел. тебя слышал. Они просто хохочут до слезы, короче, смеются, короче, знаешь. Вот Причем я с тобой вчера серьезный диалог поддерживает, вел. да? Что ты начинаешь? Я вчера с другого аккаунта просто был, Лазик был написан. Мы с тобой вчера с Правда, тобой ты- серьезную дискуссию вели. И здесь, и у Берсборза вели тоже. Понял. Прям серьезно так, не Это- помню, что мы с тобой пообщались вчера. Не, я же- люблю правду только, знаешь, только истинную правду люблю. Я не люблю Ну, твои, знаешь, правда, это подделки. правда. Тогда у тебя Не, должна мне быть не нравятся твои какая-то подделки, тема. знаешь. Хотим хлез. Не в этом, а вот если натурально А что ты идет, вот говоришь правдоподобные ложь, мне это не нравится, знаешь. Ты вот мухлюешь, правдоподобная ложь, ну как это, картежник. Да вала, делвана, я не вчера родился, короче, хотя. Вера не меняет национальность. Причем здесь национальность и вера. Да. То, что я, допустим, мои эскимосы, Да. они верят сейчас в христианство, я не верю в христианство, я вообще атеист. Умница. Это не меняет того, что я не эскимоска. У меня мечта жениться на эскимозе. Реально, я вам говорю. На 100%. ком? Эскимоске. Клянусь, эта женщина очень Моя умная. мечта жениться на Окей, сейчас эскимоске. получше. Видишь, она полуслова Если понимает. правильно выговоришь, то есть у тебя шанс. Ажа, мы ногти. Эскимоска. У нас один язык. Эскимоска.
Мы даже друг друга не понимаем. Каждый хочет какой-то пулемет. Ну хорошо, эскимуза, моя муза, эскимуза, вот, допустим, я даже от себя выскажу, вот, эскимуза. От слова Ну, эскимо мороженое, вы эскимоска, она помните? очень... Да, Эскимо. да, эскимо, нормально, мороженое. Да. Это просто реальные такие женщины, девушки там. Просто моя мечта, что у них лицо, вот эти очертания, лица там. Это просто настоящие люди. Лица. А мы лица. загнившие. Ну да, или лица там, правильно, да. Какая разница, Вот да. такое дело. Мама, Ну, разница. Да, Рамзан очень Ахматович, вот вам большая. слово, объясните, что, о чем речь вообще. Вы как вообще к эскимоскам относитесь? Даже я... Рамзан Ахматович. Я даже это слово не так близко Рамзан знакомо. Ахматович, где вы, Рамзан Ахматович? Да, я это слово даже близко не знакомо, да. Объясни меня, да. Обиден, бля, вот. Это что такое эскимоз? Эскимо, они это Якутия, Чукотки там. Не и так Якутия, далее. нет. В Якутии эскимосов нет. Что такое эскимоз? Эскимоз, я не знаю, но как это называется. ТС в конце, эскимос. Black Rock. Эскимосы — это национальность такая есть на севере. Я думал, эскимозы, они мне спрятаны труса железно, но он отвечает. Я шучу. Сейчас. Ну, эскимоз. Уже какая там по счету рюмка? Про Бетховена Наверное, забудь. 10-я. Так что вот такие дела. Закусывать огурцом, занюхивать надо. Да, Не, закусывать. у меня- В его случае закусывать. Откуда Ну, столько закусывать. здоровья у человека, я вообще не понимаю. Мне нравится женщина закусывать после 100%. похмелья, я жена отвечает тебе. Ну, Я похмелье- всего лишь один раз женился, после этого все мои похмелья женщины люблю. я. Так слабо ведешь. Когда ты что-то берешь выпить, да, обязательно надо жирно, вот это все, что дал Бог, закусывать. Понимаешь? Салом. О, Казбек, привет. Я в общем жир не люблю. Я даже мясо не люблю. Я в общем, знаешь, что такое? Ну, там тут обиром. Я в общем-то... Поэтому у тебя умный мозг у тебя уходит, потихоньку от тебя уходит твой мозг. Ну, зато эти я твой клетки. ум украду. Даже дверью хлопнул, когда уходил. Но мне не надо столько ума, короче. Мне достаточно твой ум. Я зертан тебе покажу. Аж окна летели, да, с рамами. Понимаешь, так дверей не надо бить. Бак-эндум, ты знаешь, что бак-эндум вадил? Ничего, бак-эндум, карбой. Астер заказ бой, хабой. Дела, сонохчу жуанца, фонкаро, баух цакар, баух мамацка. Говорите по-русски, говорите. Хорошо, короче. Да пусть говорят по-чеченски. Да. Нормально. Сало, баранья там было у нас Всё тема. равно, Короче, он короче. говорит, я давно не видел, но я люблю. Ага. А я говорю, что я особая заказываю радость, из нет? дому 10. Да. Даже 10-15 килограмм я заказываю каждый раз. Господи боже мой. Он уле бомба, Ты представь, сегодня дома наше сало, баранье, вот это, оно стоит сколько? 800-900 рублей. Ну, 1000 халита. За 15 килограмм сколько я отдаю в евро? Ты представляешь? И плюс, чтобы за перевозку. И сайчак мобильный. Перевозка каждый килограмм 6 евро стоит у нас. Там А у меня 10 евро. У меня У вас 10 так евро. дорого? Да. А что у вас так дорого? Ну, во Франции 6-7 евро стоит. Максимум 7 евро, ну так 6. 1 килограмм.
А что ты такой богатый, что ли? Ты что, Путин, что ли? На кого ты работаешь? Дело Так, не богатый. вы уже Дело всех не богатый. эскимосов, короче, разогнали нам. Рамзан Да. Ахматович. Ай, ай, молодец. Ай, уверен. Чист халиан, говорю. В общем, дело не в нации, я говорю, опять же, утверждаю. Когда Рамзан человек... Ахматович, вы азан умеете делать, азан? Да, умеет он. На Аллах Акбар, гармошке. Аллах Акбар. Хая салат, хая халат. Хая салат, хая халат. Такбир. Azan. Ramza, saham dua dia le mukon mawila, guch mawala. Saham ala, ole yo. Вот единственное, это четкий ошибка. Четкий ошибка. Делда, Единственный. Ай май год, мабах, я Дик ошибка, да, кедек. Ай, не, Дик ошибка, да, он умный человек. верно. Не, он правда говорит. Ну, нормально, да, да, Что интересно, хая алла салат. Хая салат, хая халат. Если с чеченского дословно перевести, скажите, принести салат. А халат, ты что, забыл, что ли? Блин, мне нельзя улыбнуться. Да, это вообще мощно было про халат. Я даже не знал, что такая версия есть. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Хая салат, хая халат. Дальше. Я дальше, в общем, там споткнулся, упал. Не помню. Рамзан Ахматович, на гитаре играете? На гитаре? Не, я вообще на гитаре не играл. Ну, там у меня есть, короче... Брынчите на гитаре? На азан выбора даже не было подниматься. То есть без выбора. Не, я же в детстве играл это гармошка. Элима Пондербаса. Silama bettaş, silla bak bettaş, sirçe dinle gözü şeddettaş, eskarahlettaş, hirdose konna, yakalala, yakalala. Ali, Ёкала мене. Свадьба Малиновки. Да, я ансамбль Господа Божьего, у меня ансамбль Господа, помнишь него? Я, в общем-то, дирижер. Кошары я дирижер. Во Франции нужно свадьбу в Малиновке сыграть вон там на месте. А, да. Это Имран, когда мы в Москве... Не, Имран, это мы там в Москве были, короче, еще тогда. Имран, это Усман Имран, мы там даже с нашего нажита, короче, как это, Мухтар, ваши, Мухтар, ну, как это назвать? Нет, они были, вот знаешь, у нас нажиты такие имя, Мухтар, Баштар, Эрзу, Кюри, Лечи, как это, Махкал, у нас нажиты такие имена есть. Не как у вас Махмад, Абдуллах, арабский. У нас такие имена нету нажитые. У нас совсем другие имена. Брайан, девушка хочет подняться. Эскимос. Она красивая. О май гад. Надо здесь такой шаманский сеанс сделать, чтобы чуть-чуть... Не, почему у арабов другие имена, а вот у Нохчи совсем другие имена? Шаманский, говоришь, Ибрагим? Я даже не знаю, как это сделать. Да, вот это, который во рту инструмент, на котором играет, как он называется? Это сейчас скажу. Варган называется. Вот на этом и я буду барабан бить
Мяу, вы будете с этим инструментом, и Мгм. как вон Жириновский там Да. стоит еще, кричит, да, там сзади шаман его подшаманивает. Почему он не работает? Диан, ты Да. не ошиблась. Варган это варган в церкви, который ионик. Ну, как бы ионик Нет, Не, называется. есть еще такой тот губной орган, это варган. орган, а это варган. Там на органе играет. Кстати, какой у вас язык Ну, это ж эскимосов? У Да, нас уже свой язык эскимосский у них язык. есть. стопудов. Эскимосский? Я не знаю его. Да. Утеряли же, утеряны. Я А такая, вообще я есть кто знает? прусевшая. Не, кто Очень знает, мало есть же. осталось. Очень мало осталось, кто знает его. Вот он, Все, варган. нету, пропадает тоже нация. Да. Умница, ты А знаешь, дудки, Клянусь, вот я эти не ваши знаю, дудки, какие как книги они ты читал. называются? Почему ты Я вот, говорю, я дудки, даже не дудки у вас успеваю какие-то. слово Что рот вы в открываться и параллель друг даже не... другу Ты, говорите? не, подожди, я вам говорю. Почему А я вы даже сколько? рот не, А вот, не успеваю открыть? Рамзан Ахматович, Black Rock у нас ирокез. Почему вот эта женщина, даже я рот не... Она мои мысли читает, короче, знаешь. Я только что... Она, Ну, всё, он наверное, много влюбился в книги тебя. читала, короче. Я Диана, рот берегись. открываю, она даже сразу мои мысли читает. Оно опережает мои мысли, слова. Откуда Потому ты, что Ибрахим? я твой голос внутренний. О май Ну, гад. берегись, он все, он влюбился в Не, тебя. я не знаю, как Так будто как мы... из-за него... Не, как будто мы на улице, знаешь, Это ну, наш где-то... чеченский ирокез. Не, как будто И она... женщины из-за него с ума сходят, понимаешь? У Не, него как, не, какой-то... я вообще с ума не схожу, подожди, я девушки очень красиво видал, ты даже мечтать не можешь. Знаешь, а почему вот она как будто вот как много книг читал и много Вы, знает. вы стихами можете, Рамзан Ахматович, стихами? Вот, У лакоморья... Мне интересно, что она такого сказала, что тебя прям аж так прет да, после этого. Что она такого сказала? Не, подожди, братишка, ты чё? Не, подожди, я даже рот открываю, она мои мысли даже опережает. Вот я просто офигел, как будто она выросла в моей семье, короче, не знаю, она много книг видишь читала. как, и до мной и у лакоморья дуб зеленый. У лакоморья. и кот ученый ходит, короче. И днем и кот ночью кругом. Туда-сюда ходит, туда-сюда. Тут русалка поднялась луною подивиться и забралась на тот дуб. Не, я правда И говорю. тут взяла... Подожди, луну же Взяла- раскололи в этот момент. Ну, тут же 33 же мужика выходят из моря, а потом русалочка наша Ахбос, ты знаешь, вот взяла эта женщина, и родила. Не, я Буратино, она, знаешь, басню говорю, ты она, знаешь, выслушай, тебе это в пользу пойдет. Не, Ну, как я это понял, было? подожди. Море... Блин, 33 же гуляет или мужика. как? Не, 33 не, богатыря это, да, 33 и корабль богатыря. подгоняет. Не помню, Он не плывет 33 мужика себя. это был. Клянусь, Да, я он плывет себя в волнах. буквально недели это назад паруса. я узнал, что Пушкин, оказывается, он француз. Оказывается, он француз. Дантист, они дуэль вышли, короче. Буквально недели назад. И в конце Дантист. Не, дантист это зубник, короче. Ну, Пушкин, дантист. С Пушкину все зубы выдернул. Не, они дуэль вышли, до короче. корня Оказывается. коренными зубами. Не, у нас во Франции дантист называется... Пушкина. Дантист называется выдернул. зубник. Они делают зубы. Дантист. Пушкин и дантист, они дуэль вышли. Золотые зубы вставил Пушкин. Все они были патроны холостые, давала, порох у них был сырой. Они не раньше стрелялись мужики даже. были. Там Подожди, платками, Пушкину подсунули, вот да? это, Холостые. да.
Не-не-не. Понимаете, и вот это вышло, и платформа. Ахбор, ты врешь. Подожди, раньше был джентльмены. Раньше были джентльмены. Честь, ты знаешь, что такое честь? Даже ты... Не дуэль, это даже у ты ковбойцев, вот оскорбил это какого-то ковбойцев. У них Раньше взяли ты- они, фильм ковбойцев они смотрели, у них взяли, понимаешь? Ахбор. Вот эту систему. Раньше даже ты, когда оскорбил дуэль человека, только у ты мексиканцев, должен был у за этих словам отвечать. ковбойцев, у американцев. Перчаткой по морде получишь, короче, да, и выходишь. Да, потом Вот. перчатка. Подожди, это дантист, А тут, он когда зубы лечил Пушкину, потом снял перчатки, по морде заехал, да? Да, вы думаете, это... Вот, вы смеетесь вот на Женщина чеченской выходит, и она войне. белым платком по лицу бьет, и у них зубы вот так выпадают. А почему вы не Понимаешь? верите в чеченскую войну, короче, украинскую войну? Ты просто, Ахбос, ты просто смеешься. Оставь Раньше были... войны, оставь, аузу билля, плюс. аузу-билля, ложись, Мы остальное о на природе, дороге. о погоде, там, о Пушкине, как он перестрел. Пока отдыхаем, гуляем. Пока что мы гуляем, отдыхаем. О май гад. Как это было там? И председатель, короче, что-то такое. Крутится, Подожди, вертится над Блэк, головой. я тебе Крутится, посоветую. Подожди, вертится. я тебе посоветую. А я считаю, 12 стульев Мне я тебе нравится советую мелодия. посмотреть. 12 я- стульев я тебе советую посмотреть. Сегодня же все Сколько? 12 серий. 13? 13 стульев? 12 серий. 12 стульев. Там просто это начало. Это полностью начало. Вы говорите «Золотой теленок», вы говорите, посмотреть. Он не называется 12 Нет, «Золотой теленок» это другое. Это другое. А 12 это есть. стульев это вообще... Нет, есть полнометражный Да, там- фильм, а есть именно Нет, серии. 12 стульев, да, две версии есть. С Мироновым и с вот этим. Да. И Грузин тоже актер был этот. Да. Кстати, мне это Там больше по- нравится. Односерийный вот этот. Да. Односерийная. Вот это уже оригинальная серия. Полностью Про из него Пуговкина, сделали... потом вот этот, предводитель. Там Кто Киса, был? Забыл я Нет, его. есть с Папановым, а есть с этим. Папанов с Мироновым выступал. Да, А этот... Папанов это несколько серий, а вот это односерийный мне больше как бы нравился. Там Филиппов был, это Филиппов, по-моему, фамилия была. Худой А, такой, Филиппов. помнишь, то, что этот Да. карнавальная ночь, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Вот Да, этот актер был, да. Вот. Это как науке еще неизвестно, говорит. Как он куда Барин из Парижа вернулся. И барин, короче, заходит такой. Не из Парижа я, тот говорит, короче, ладно, чудно, из Маршанска. Потом опять подошел к нему и говорит, как у вас там в Париже? И тот, короче, смирился. Ну чего, действительно, для меня это сильные фильмы. Таких актеров больше нету. И не будут, наверное. Просто сегодня ты ислам, не ислам, ты чечен, не чечен. Валейкум ассалам. Мархабан. Нохчумат бэл нохчуун сохожа. Шаш бусал дин дат бош. Бусал дин дат бош. Хтодуан за секунда. Бусал дин дат бош и дүйч хэлж просто шаш нохч ду бош шумса дүйч. Ата ишу бэжэ. Имуба, юала, кай уточнить дашь. Да. Хой бусал динчер. Очень интересно. Хой бусал динчер. Айра Вухой, примеру, Бусал Денчур, РЛ, потом Дел, Вата, Бог. Эх, боже. Так, шаш, нохчи ду бог, шу. Нохчи ду бог, что лил шаш.
نخشى لوق أتحيغوش شيء داليال Нохчи ду бог целилш. Нохчи лука целуш. Так, записал дальше. Что дальше? Иштли еще басу. Так, هر وقت سو قیمت غویر تو رو سوسوی نخچو ولش بوسو دینچو وزن подожди да подожди احسد بوسو دینچو وزنه يقصون اتتينا تشوح سون تتو بوسو دینچو ایزوش سگواتس وزنه صورة ده وزنه از بوسو دینچو وزنه حتى حينو حتينو صوتين نخشي تينا خو صوتين نخشو حتى خنا نخشو ما على حينس باخ ها سويجر نخشو الحياة كلوريات понимаешь يدوا سويدويزو بيرشو عدسن ديرشو قرانر ها بوس قون خلي ديونا لي يحي قون خل ديونا الشوم دلك باندات اوصل موات دلك باندات просто свегбога ходила в живот да он алло ты подискутировать хочешь подискутировать Свет там дискутируют. Аджан, француз бусал с батом. Почему все чеченцы едут в Францию, Германию, Дурманию, короче, да? Почему они любят их Мерседесы, Мерседесы? А почему они не едут, короче, в Саудовской Аравии? Я не знаю, короче, Дубай будет. Ой, сопла. Витал Ибраим, диквах дуса буда. Витал Ибраим, витал, что дике дуса. Не, Ибраим, четко. Ибраим, пошел. Рамзан, продолжайте. Хорошо, спросили. Почему вот это? Не переселяетесь Французы в Афганистан? Молодец. Ибраим, молодец. Почему вы, мусульмане, едете во Францию, Германию? Они кафиры, такие же люди, как ты. Ты даже любишь их язык, ты учишь у них, подписал, короче, вы же говорите, их не радуга. Путин улли хундвана, Путин эти паспорт модай, Российской Федерации, але в паспорте. Не, почему у тебя ногчи паспорт нету? А паспорт даст Российской Федерации. Подожди, он правильно говорит, массу ногчи волви. Не, Ханя, Украине он беш ахдах шо, короче, мы не любим воевать, я создан для любви. Я не люблю убивать, знаешь. Знаешь, какую-то романтику ты открыл. Я люблю, я романтик. Я много, вот чеченская война, я больше 1000 людей. Он может дать, да? Просто вопрос, да, это просто цахам барас, Говори по-русски. Я перевожу. Просто, он не может по-русски. Или по-эскимоски. Он может, он прекрасно может. Это самое изначально делда бамадон хотанам нахтиш вала ойдин вала тиш мегадон и вы дохорет дабала تر مفتي ويستخلا أو يدق فجري دوق أعداد بورس خبر شيء تنشنا نخشى اشتك دباغ كبر أتأور داس دورتن شو بيتر نخشى أو دوق دغير وفجري دو بورش عندنا هم بصم نخشى تدقق أكرست بورش أتخنا اشتيل بنياتي كرست أو دورتي تر شو بيتي يشن ليشيني يشن وي أبيجشيل يلي دخوتي حالدي أقيو يوهنت أبو هات إيديولوجية هونت عشو
da sadona et ideologit adata noch chiduca bosh tsaqiqa ashduchna der interes der business liria ta hum stützach in ho haja khairat ишмülш бу цер идеологи хую хайса нахбу делда харам просто шей чисто бизнесен қол номер наха эксплуатирует беш ала железобетонно дахватан хондой қитақет ахтерано Верта. бехш бол шуко Верта. Что делах ти šta gusa? So не то, что делах, ти просто ти ще so от хумнах кехта gusa хетjo, я вот Qorgir dinan qorgir sawatsa so doanash qiyacho mant dikhart saqoch khosh so so nis sumant yawi صبردي طنبوش نادو وانت دراي لا صبردي وش إليا تغلان وما إليا دو أنشتيال ويشوه طنبوشنا دو خطة دعبك زود بيرش لي ماريا دغا زود بيرش تاك دو أنشتيش مصو أغور فيجينيا چنا حوديش أشور دو ناق أيوكش مبر بيلوخشي بيولشي دو أنشتا صوت دي سواسكران أسودي ده تيجا دقواك بق سواسكران جوبلوش جبارسن نه دو جوبلوش دو جوبلوش وانت بلش يتتن مهولا إدعاء تدش إنسان وجوبلوش تكون صدلك توجو تقن سيريا رسي تدمشتا تقن ليش دينا российский тюрьмышка ويكنتي بو тысячами سيريا بو тысячами خطلع بو أوكرانيا هو تقن أول تاريخ هيشعوا ورجون كنتو هو تحو تحت حضعنو حين غضو الخيطهم هو إيش تانا خيطرون بير خيطر نو بير وتمح شو تمح بل كنتي بوي تن شي قوم دو عبلاون شي سنواش دعدل شي دان وانا شي دينت عبلاون شي دينت شي دان Украина جهادا دينت عليش بوي вот هتخنا أخشن دو عبلاون سوشك أوكراني سوشك إستوري Тут Франция ашвала, it's Франция, твой вам мобина вери деш, вам бин мою Франция, вы текахт мою, Его моменту, Наполеон, милуйте, милуя, хавошка, ногти жуат, вам бяш. Милуйте, Что просто ажим хваргер, что долго дюлах. Ох, ногчиш Францис, он бинал. Давай, мобил бе, Наполеон. Да, билу шварца дог. Украине ногчи флаггилан. Хай дошточ, хай махквоч, льюшо, хау нах билуш. Шу махквоч. Палестина, Благовест, Шей просто боцца, шей махка, шей дэх ишел, что смотри. Ладоха. Наполеон. Хай махка, хай вэх, ладоха, Ибрахим, ладоха. Ладоха, секунда, ладоха. Колцина. Хай дош ал, хай камдолш, хай мах болш, холиош хылкан то. Тогда, все это поменял, просто тик-ток чуэл. Говорит, вот провозгласить таду, я вот не мусульманин. Вот на все это променял, вот просто хаиш, вош, да, хай керкал. Кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал? Подожди. Вот по тебе мне не надо никого. Подожди, Борс, подожди, пока еще одну рюмку завали там. Кто тебе сказал, что я где-то говорю, что я не мусульманин в ТикТоке? Это откуда ты взял? В смысле, кто мне сказал? Ты вот где живешь сейчас? Я в Вене, в Австрии. В Вене, Австрия? А что? И ну, уйдет, Вудер до 25 лет жил у себя на родине. Никуда не уезжал. يشولا حول متجاه له صاحو يا ارين это не важно. Не, это не важно. И что ты хочешь сказать дальше, Хайтам?
Хаймах квайши, 54. квайши, эрчаню кора вообще. Ят, ят. Вот и барас просто хай хокчувела. Хай хуштек дуй хай Не, подожди. Что вот что. Если я не могу приехать на территорию, которую захватили сегодня, и что вот. В смысле захватили? Да никто не захватил. Сейчас живут как в раю, хотел, шаул ногче. Не, я не про в раю говорю. Не про в раю говорю. Ты знаешь, что такое джихад? Ты что такое джихад? Знаешь джихад? Я не знаю. А можно, Ибраим, с твоего позволения, в Украине войско Иисуса, алейхиссалям, делает джихад. Знаешь, что такое? Вот. Пусть будет так, по-твоему. Ибраим, можно вопрос задам ему один маленький? Я, в принципе, понял, слово там, слово здесь, я понял, о чем идет речь. Вот скажи мне, пожалуйста, вот эти арабы, которые проживают в Израиле, 2,5 миллиона арабов, мусульмане, они себя определяют как мусульмане. Вот они вам говорят, что мы живем как в раю. Почему вы называете их предателями? Я их не называю предателями. Я не видел людей, кто их называли предателями. Да называют, здесь братья твои мусульмане называют их предателями. Да не, я вот смотри, постой, я сюда зашел не за каких-то арабов говорить, не за евреев, не за даже не за тебя. Понимаешь, вот про этих чеченцев, вот чеченцами, вот с ними он за Россию зашел. У тебя есть право приехать домой? Он у тебя спрашивает 54-49. Ты за Палестину? Я? Да, ты. Я за Палестину. Ты бахка. Все, теперь еще раз я задаю тебе вопрос. Когда чеченцы проживают в России, под Российской Федерацией, да, называют себя россиянами, они не предатели. А когда арабы, проживающие, допустим, в Израиле, когда рассказывают, израильтяне рассказывают этим братьям-мусульманам, говорят, вот у нас здесь арабы живут, они форму носят, да, израильскую, там, в армии служат и так далее. Их почему-то называют предателями. Их называют предателями, у них гражданство, израильское гражданство, все, они в армию ходят, служат в армии и так далее. И проживают, у них дома хорошие, живут нормально. Подожди, дай-ка я ему короткий вопрос дам. 54-49. И ваши нации называют тот предателем, понимаете? А вы тут с ними сидите, разговариваете. Вот он называет пастух, вот этот называет. Я не назвал вас предателями. Нет. Не. Я показываю на лицемерие. Ты наговариваешь. Ты ладно, где вот эта гордость, вот это ногчел, где вот это вот это у вас? Ты наговариваешь. Про это я говорю у вас. Ты уходишь от темы, чтобы не ответить просто. Начинаешь переводить стрелки на меня, якобы вот смотри, что он говорит. Я тебе задал вопрос, отвечай на него. Не можешь ответить. Скажи, не могу ответить. А почему ты ему задаешь вопрос? Почему что? Почему ты ему задаешь этот вопрос? Это Ибрагиму задавать этот вопрос. А почему Ибрагиму должен задавать этот вопрос? Потому что Ибрагим называет тех кафирами, там, вероотступниками, там, или кем. Нет, еще раз, смотри. Ситуация другая. В Палестину они я ему отвечу, бойцы в Украине, понимаешь? Они и в украинскую Европу хотят захватить, а потом через эту Палестину, через Арабию. Пока одну рюмку гасани, потом подымешься, не в обиду. Если можно, дай отвечу секундочку. Ситуация чуть-чуть другая, Там получается, что получается? Есть республика, регион, как называется регион. Вообще там происходило это желание, да, народа, чтобы отсоединиться, да, от России и стать самостоятельным. Понимаешь, в чем дело? А тут у нас ситуация другая. Здесь у нас граждане, это наши граждане. Граждане нашей страны. Это две большие разницы. Мы, допустим, газ... Мы не можем так открыто говорить. А? Например, он то же самое сказал. Есть мечети, наши суннитские, да, наши мечети. А есть мечети, ваххабитов, салафистские, да? И есть, говорит, вот этот сорт, говорит, людей простых, говорит, лояльно относящихся к салафитам, говорит, которые лояльны. Они, говорит, опасные, говорит, чем? Потому что, говорит, если их спросишь, они скажут, нет,
Типа он и потом он говорит, не пойман, не вор. Суть, я думаю, кто в религии знает, тот понял. Всем удачи. Ты что-нибудь понял? Надеюсь, Я ничего не понял, честно, ничего не понял, как бы не важно. Да. У меня опять же, задал вопрос, я на него ответил. Христос предупреждал о появлении ислама, притча о плевелах. Это об этом, притча о плевелов. Так, а что он пока спускается? 54-49, давай дальше. Что Ибрагим, дальше? это мой знакомый. Чисто Вот этот. ногчи у богш, просто Ничего, понаехал не больше. общаемся. Чеченец туда-сюда, чеченские флаги, да? Вот просто можешь говорить, что ты просто человек, можешь не относить себя вот к чеченцам. Вот. Почему я не И должен? живи дальше, принимай какую хочешь веру. Вот что я у тебя должен что-то что-то спросить, я не пойму. Не, я у тебя, у русского солдата, у русского солдата я должен спрашивать, как чеченец должен себя вести. У тебя, который вообще не понимает, что с его родиной произошло, кто ее захватил, сколько там жертв, почему 300-400 тысяч населения скитается по другим странам, почему джихад должны чеченцы делать. Человек, который вообще это ничего не понимает, заходит сюда и мне объясняет, как мне жить. Нонсенс. Куда ты делся? 54-49. Если что, когда говоришь, надо микрофон включать. Хозяин, а свой бог, куда гонял, просто он ногчу бог, нагл целый шайдалила, хайни калирни базно, ногчу. Не, ногчу нагл, вел вешудешь, я должен. Вот, стен нахал волшо, Нет, я вел вешу, почему? Он совол, я шарил говно. Почухай, ин масса на мост халкай, пошли шоч, почему я не могу в общественных площадках общаться с людьми, дружить, объяснять. Это чисто какой-то вот разговор Васи ведешь. Объяснять, подожди, алло, я тебя сейчас отключил, когда ты говоришь, я слушаю. Я могу общаться, могу, если надо, по политической теме, разъяснять ситуацию по Чеченской Республике, разъяснить ситуацию, как чеченцев радикализировали, кто за этим стоит. Если ты не знаешь, чеченцы вообще ваххабит не практиковали никогда. То есть у нас были вот эти традиционные учения. И потом с России нам начало поступать в середине 90-х издательство «Бадр», ну и прочие вот эти печать, типография, там печатали книги, тоннами нам завозили, и вот так ваххабисты потом на месте всяких русскоязычных арабов притащили через всю Россию к нам. То есть вот потихоньку вот так манипулировали. Вот у меня на канал зайди, посмотри, идеолог есть такой русский, Дугин. Как он объясняет курсантам, вот как они облапошивали чеченцев и как они смогли их победить. Он там четко рассказывает, можешь посмотреть и на себя потом в зеркало посмотреть и сверить, не являешься ли ты жертвой пропаганды Дугинах, которые тебе сегодня 1600 мечетей построили в республику, почему-то кафиры русские. Алия. Пока велла, да, пока велла. Адухан, мечеть, что и нос чаду. Шейдин лилаш буйбу. Шейях юю. От жерг Россия шейдин шей камел тедак ногчи аш буйбу. Цаню катца обезбожник уйва. Не. Украина, джихад, Украина, джихад. И Украина, это говорю, ой, еша. Украина, джихад. Украина, джихад, дух. Дуй? Давай, молодец. Любой махадир, духой. Но вахтак, Ибрагим, камелда.
بعدين دعوات تقوش تقو حتى والله ايربورت عملوا يد ما يطلع بتوشوك يد ما يطلع ايربورت عملوا проверки шагала. Да يد петух, да يد. Просто вы заходите, просто даже слушать, ты боишься, тагаться, послушать, вот что тебе говорит. Хуйнядин, Россия, а что хуйня? Просто истрела и ощущает спучуах тебя. Ты же знаешь, что тебя сразу на бутылку. Если уже у тебя там в штанах она не торчит, не мешает, короче, ходишь ты с ней. Потом вы сюда заходите какие-то, ночью вы, короче, حناغل هندول بي حيوق ناغل شو يوق ناغل يول مل والقدنيان شو جوكتش اسكيموش غاسقش эрмлош гюржиш американч европейч голубойш масара приходяч прямо даюлом шварям сам себе боится даже признаться, как крыса туда-сюда прыгает, убегает от дискуссии. В русском памперсе джихады делают в Украине какой-то. Ты что, хрен с тебя все смеются, понимаешь? Ты еще хрен заходишь и мне говоришь, что я где-то сижу там, как бы смешу людей. تعمل ورشاقات وتعمل ورشاقات أدلن دبو Москва. Ночью трах аэропорта разкаш пропускать ваш бог через паспорт. Это أدلن هالش تقعد إيش بوش ده. زمان ده بشبيتات بيتهم. نوخش شندوري أتيش دات دكومنتش. وار شاش راسقش بورك شو. إذا قم دات كورت بوتشن خا. И понимаешь, в чем у них проблема, как бы, да? Проблема с тем, что они боятся говорить о своей оккупации. Им легче говорить о какой-то якобы псевдооккупации, там, туда посмотреть, вправо, влево, как бы. А когда чеченец об этом говорит, как бы, да, они вот такие смотрят, да. Ну, блин, ну, я, в принципе, как бы не могу так, да. Ну, давай я просто, вот, как все, короче, как все вот эти вот бараны, короче, пойду буду его просто ругать. И так далее, как бы, да. Вот, Нет, смотри, он вот сидит и говорит, я ему просто хочу разъяснить политическую ситуацию, объяснить ему о ценностях свободы хочу, да, что это такое, что стыдно человеку вот так вот являться чьей-то пешкой, когда он тебе говорят на джихады. Весь мир смеется, когда русский кафир Путин шлет на джихад Зверевы, Басковы, Киркоровы, когда шлют мусульман на джихад против западного ЛДПР. Блин, вообще тут с этой шизофренией, там даже не то, что до слез, короче, там даже жалко этих людей становится всему миру, когда они видят, даже не смешно, а плакать аж охота, до того жалкие, да, там, убогие. О чем он говорит? И вот этот вот мелкотня, он вот сейчас вылез там из памперса, и у него вообще нету понятия. И он говорит мне, я когда ему о ценностях свободы, вот хочу ему там, о чеченском каком-то менталитете объяснить, он думает, что торпеда, там пешка какая-то, пехотинец Путина, это и есть типа чеченскость. И говорит, мы тут, короче, туда-сюда, нам когда в Украину скажут, и туда, и здесь, и сюда. И думает, что это, наоборот, достойное какое-то состояние, вот такое поведение, понимаешь? И потом я ему, когда он говорит, нам же тут позволяют молиться, там, поститься, туда-сюда. Да блин, в нашем государстве и так позволялось поститься, молиться, если бы такие, как ты, дебилы, да, там какие-то засланцы, засранцы, короче, всякие удугинские, стояли и говорили, нам тут предлагают наши начальники построить заводы, фабрики, комбайны, собрать там урожай и жить хорошо, или же мы, мусульмане, впервые в 20 веке, там, первыми на кефирах туда-сюда, и первыми будем их салам алейкум. И Аллах Акбар, там, туда-сюда. И потом рассосались. Вот сейчас не просто рассосались, а сейчас по норкам разбежались, и из этих норок
время от времени высовываются, подливают масло в огонь, опять раз туда, занырнул в эту норку, и вот так. То есть у нас же все это было, и вам молиться давали, и мудакам, которые осуждаю, да, извиняюсь, которые там тогда на тот период были, им тоже позволяли и молиться там, и поститься, и вверх ногами стоять. Они взяли и начали, короче, халифаты, шарикаты, там, джихады, шахид, мопеды. То есть создавать вот эту ситуацию, которая называется казус белли, да? Когда ты способствуешь, чтобы тебя потом атаковали. Кстати, когда это вчера мы там где-то в телеге кто-то сказал, что операция КТО, контртеррористическая операция, она после ее завершения войска должны были быть выведены, то есть по всем нормам. И там статус какой-то республики, государства там должен был рассматриваться опять в политическом каком-то этом, да, если бы речь шла о реальной даже угрозе вот с нашей территории, например, мы не справлялись с какими-то там говнюками, и они куда-то полезли к кому-то, потом им по башке надавали, и потом дальше должно было такое в политической плоскости это вестись какие-то там переговоры, что-то такое. Тут у нас получилось так, что нам этих говнюков впихнули, да, Дугины всякие, создали вот эту ситуацию, поспособствовали, да, как бы казус белли для нападения вот это. И потом аккуратно нас шлепнули и дальше пошли. Сейчас вот эти, которые, блин, без опознавательных знаков, без мастей, без каких-то этих, блин, наплажденные, я не знаю, отребье какое-то, здесь лазить, нам молиться дают, нам ты выйди из интернета, дай нам за путинский зад там джихады какие-то делать, блин. Вообще туп, я тебе вообще нахрен мешаю. Иди вон шахид мопедом становись. Тебе вообще не, ты вообще не понимаешь, чем я занимаюсь, и тебе это вообще нафиг не нужно. Иди русским шахидом становись там. Фас тебе скажут, пойди, короче, там вверх ногами становись. Тупой. Мне нравится, как он тебе пишет внизу, сидеть и кукарекать вдали на волков за забором, вот это про этих трусов, да. У тебя Кадыров стоит и вот кричит вам, просто вот стоит с микрофона, как бы стоит вот эта вся вот эта вот банда, как бы, да, кадыровская. И он говорит, мы, говорит, сторожевые псы, говорит, Путина. Сторожевые псы, заметьте, он не употребляет слово волки, мы, говорит, пехотинцы Путина. А что такое пехотинцы Путина? Тут как бы идиоту это только непонятно. Сторожевые псы православного царя. Какие волки? О чем ты говоришь? Ну Что вот, ты нахуй о чем так я пишешь? о чем я и говорил. Весь дух человечества в зверях. Есть свиньи, есть кабаны, есть тигры, есть леопарды и Блин, так далее. Лазик, вот смотри, ты видишь вот это все. Ты же видишь, да, вот со стороны вроде как свободный человек. Вот смотри, Лазик, вот один заходит, блин, Бог там сказал, предписал, потом, короче, тебе наказал, потом еще что-то. Представь, вот с одной со своей шизофренией заходит один пациент, потом раз вылетел, второй заходит, короче, со своими джихадами русскими, шахид мопед. Ну, представь, вот в какой плачевной мы, короче, ситуации находимся, да, вот со стороны все-таки это видно, я думаю. А он вооружен, понимаешь, он вооружен, он в системе в этом. И еще Поэтому- Борис, короче, здесь уже 10-ю рюмку бахнул. Не, они когда в этой системе, у них каждый месяц поступление. BlackRock вообще, по-моему, уже заснул. BlackRock. Не, я слушаю, мне надо слушать. Нормально. Ты это намаз делал, BlackRock? Намаз шел. Я даже не знаю, Масуждена. На намазе медитировал ты, да, на намазе?
و أراتر مستقيم سريات الواسر حال بالوالشين نعبد يدي وحسوش داس جنيوني حال بالشين on أراتر مستقيم سريات شين نعبد يدي وحسوش داس خير مجاين اشتمويلا خير مجاين اشتمويلا لا يا قاتل يحكي الجينش يا посрал их. Осторожно, осторожно. Ну, ладно, короче говоря, тема идет вот такая. Когда ты поддерживаешь Палестину, да, там детей, женщин, но в Чечне также это было начало Чечни. Экборс, как ты вот относишься к Си Цзиньпиню? По-честному. Вона, и хует я увидела. 信表回信信息上。呀 ，Oh my Я, god！ 我не говорю. Когда... Цзиньпинь. Сабудия, китайцу адона, хуэлла, а я хуяч. Ага. Это, по-моему, не сын этот Цзиньпинь был, а этот, как его? Не, японец. Ким Чен Ын? Вот смотри, вот все. Ажил японцу. Это Ин был, Ким Чен Ын. Ин Ян Ю сега. Так, Япония и Китай Ю. Ажла, японцу бо. Ою. Китайцу бо. Саму я джахаю. Представляешь, да я? Вот что у них творится. Японцы всегда, когда они даже приветствуют, они грубо говорят. Японцы, они всегда грубо говорят. Я тебя приветствую. Вот японский мото жалеет мот что-то. Японский мод нету, это китайский. Ну, китайский, да. Японский. Мяу. Ты можешь, Браман Ахмадович, пародировать китайца с японцем? Как они Давай. Ибрагим, что значит сабалбац? Что это значит? Подожди, сейчас. Вайди Алсон, я не знаю. Ладно. Блэкрок, что значит сабалбац? Не мое дело. Ну, типа, мне пофигу там. Не, у них, знаешь, вот смотри, понятно. у нас чеченский язык создан для любви. Вот у аварский язык, это знаешь, как это, как лягушка по кокошке, короче, знаешь, у нас безмон, а у нас такой мягкий. Да, у нас чеченский язык такой мягкий, романтический язык, для любви создан. Он нес даже аватарку вооруженную, понимаешь? Ну, как бы за Палестину, за власть России. Я и все. А сегодня те, кто болеют за палестинцев, они даже создали дома. Вот прям